от всей души приветствуем. Дорогие наши студенты, дорогие наши гости, желаем нам всем интереснейшей работы. Я считаю, что сегодня у нас не просто международная научно-практическая конференция, а праздник цивилистики и международного частного права на нашей земле Бурятии. Желаю всем активной работы, будем соблюдать регламент, и тогда быстро закончим. Для докладчиков регламент 10 минут. Ребята, все, пожалуйста, телефоны на режим без звука поставьте. Всем нам интереснейших дискуссий, увлекательных тем, всего самого наилучшего. Добрый путь, Международная научно-практическая конференция. И слово для приветствия предоставляется ректору нашего Бурятского государственного университета Алдару Валерьевичу Дамдинову. Следует отметить, что наша конференция посвящена 90-летию университета и также 100-летию Верховного суда Российской Федерации, 30-летию Совета судей Российской Федерации. Добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, вот я в последнее время ловлю себя на мысли, что все-таки, видно, нужно было провести 2 года в изоляции, чтобы мы после этого так радостно все приезжали на разные конференции, которых сейчас огромное количество по всей стране идет. И это, наверное, нас радует прежде всего, поскольку на самом деле мы все соскучились по конференциям не в режиме онлайн, а в режиме офлайн, поскольку когда ты общаешься, и главная, наверное, задача многих конференций и круглых столов заключается не только в докладах и обсуждении докладной тематики, а прежде всего это кулуарное обсуждение тех проблем, которые всегда возникают, и споры, и коллаборации какие-то, которые приводят к дальнейшему развитию, в том числе и международного частного права, и актуальных вопросов цивилистики. Конечно, я вас, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, преподаватели, поздравляю вас с Международной научно-практической конференцией, которая действительно посвящена в том числе и 90-летию Бурятского государственного университета. Мы в этом году празднуем, причем мы изначально решили, что проводить это мероприятие будем неоднократно, то есть не только одно какое-то собрание торжественное и все на этом, а решили, что это будет целая россыпь самых разных конференций, круглых столов, встреч выпускников, разговоров о развитии университета. Буквально через неделю у нас состоится ученый совет, на котором мы будем принимать программу развития нашего университета на ближайшие 10 лет. Поэтому, конечно, задачи развития науки, развития в том числе и всех структурных подразделений в научном плане. Юридический факультет у нас всегда передовик. Только на моей памяти, будучи всего полгода проректором, уже проведено более 10, наверное, крупнейших мероприятий. И это говорит о том, что коллектив, преподавательский и студенческий состав юридического факультета очень активно взаимодействует, развивается и много тем поднимает. Я думаю, что сегодня, конечно же, наши добрые друзья, партнеры, которых сегодня я рад очень видеть, вот сейчас подходит, и наш Верховный суд, и прокуратура Республики Бурятия, судебные приставы, сейчас вот сразу вижу своего друга, арбитражный суд, и, конечно, вот юстиции, Министерство юстиции, Маргарита Валерьевна, это тоже наш выпускник нашего института университета. Поэтому, конечно, для университета очень важно развитие, эту коллаборацию. Мы буквально на этой неделе также для информации подписали соглашение о консорциуме 4 вузов. Это вообще впервые в истории, наверное, в истории современной Бурятии, когда 4 вуза, это Бурятский государственный университет, Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления, Восточно-Сибирский государственный институт культуры, Бурятская государственная сельхозакадемия имени Василия Родионовича Филиппова договорились пока по одному проекту коллаборироваться, договариваться по научным направлениям, по совместным использованиям оборудования.
И здесь надо отдать должное не только, тема называется Байкал Биофарм, это не только медицинский институт, это у нас и институт математики и информатики, это у нас физико-технический факультет, биология, география, землепользования, юридический факультет, который выходит со своим экологическим правом, и на самом деле очень много вопросов здесь с этим связано. Поэтому для нас, конечно же, вот проведение такого рода мероприятий всегда это шаг вперед. Поэтому я бы еще раз вас всех поприветствовал, пожелал хорошей работы, плодотворной работы. Ну, я так понимаю, что регламент очень жесткий, да, поэтому долго говорить не буду. Всем хорошей работы. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется Тамаре Александровне Урмаевой, судье Верховного суда Республики Бурятия, председателю судебного состава апелляционной инстанции судебной коллегии по гражданским делам, заслуженному юристу Республики Бурятия. Включено. От всего судейского сообщества и от себя лично поздравляю Бурятский государственный университет, кузницу кадров судебной системы с юбилеем и желаю дальнейшего процветания. Благодарю за организацию и активное участие в форуме уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия, Управление Министерства юстиции по Республике Бурятия, Нотариальную палату по Республике, Управление Федеральной службы судебных приставов Республики и Бурятское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей». Также выражаю признательность за проявленное внимание и интерес к конференции, тенденциям развития юридической науки, проблемам международного частного права, медиативным технологиям разрешения споров. Знания по актуальным вопросам в данной сфере необходимы научной среде, в судейском сообществе, среди представителей органов власти. Усилия научных и практических работников, несомненно, вносят большой вклад в развитие юридической науки, позволяет конструктивно обсудить проблемные вопросы правоприменительной практики. Высокий интерес конференции демонстрирует важность и востребованность этого мероприятия. Уверена, что ее результаты будут полезны всем участникам, а предложенные рекомендации найдут свое применение в практической деятельности. Круг участников, судя по повестке, обширен, и приветствую всех, кто присутствует сегодня здесь и принимает участие в ее работе очно и дистанционно, а также всех авторов научных статей и материалов. Желаю всем вдохновения, новых идей, успехов в реализации планов, дальнейшего сотрудничества, а также интересных докладов и успешной работы конференции. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется председателю арбитражного суда Республики Бурятия Анатолию Анатольевичу Сонину. Добрый день, уважаемые коллеги. От имени Арбитражного суда Республики Бурятия приветствую вас по случаю открытия научно-практической международной конференции байкальских чтений. Данное мероприятие – это, безусловно, важное, значимое событие в научно-образовательной и практической области правоведения. Здесь не только вырабатываются предложения по совершенствованию правового государства, но и обсуждаются вопросы эффективной защиты прав, свобод и интересов участников гражданского оборота. С каждым годом по мере развития отечественной правовой системы в современной России возрастает, безусловно, роль юристов, а в их деятельности значение правовой аргументации. Это касается всех сфер профессиональной деятельности, как ученых-правоведов, так и юристов-практиков. Судебная система, действующая в демократическом обществе, не может существовать без конкуренции правовых аргументаций, что позволяет достигать самых важных целей правосудия, взвешенности принимаемых решений и справедливости оценок.
Постоянное внимание к теме юридической аргументации обусловлено практическими потребностями общества и государства. Судебная система как механизм государственной защиты имеет важное значение в любом правовом государстве. Исполняя роль арбитра, она защищает одновременно все сферы деятельности, регулируемые правом. Система судебных органов обеспечивает основы конституционного строя, охраняя правопорядок, единство экономического пространства, права граждан и юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности. Хочу отметить, что 2022 год является юбилейным как для Бурятского государственного университета, так и для судебной системы. В этом году Верховный суд Российской Федерации отмечает свое столетие со дня образования. Совет судей России и арбитражные суды также отмечают 30-летие. Могу с уверенностью сказать, что выпускники Бурятского государственного университета занимают достойное место не только на государственной службе, но и в частной практике, не только на территории нашей республики, но и за ее пределами. Для примера, только в нашем суде почти 40% сотрудников, включая судей и работников аппарата, являются выпускниками Бурятского государственного университета. Позвольте пожелать всем участникам научно-практической конференции успешной и плодотворной работы, новых идей. Спасибо за внимание. Слово для приветствия предоставляется Юлии Валерьевне Жамбаловой, уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия. Уважаемый Алдар Валерьевич, президиум, гости нашей солнечной республики, участники конференции. Рада приветствовать на сегодняшней международной научно-практической конференции, которая посвящена столь высоким датам. Это 90-летие университета и 30-летие арбитражных судов и Совета судей. Примечательно, что проведение данного мероприятия по столь актуальным вопросам организовано именно Бурятским государственным университетом, который на сегодняшний день является одним из ведущих в республике учреждением высшего профессионального образования. Подготовка высококвалифицированных специалистов – это сложный процесс, предполагающий непременное выполнение ряда условий, от которых зависит качество профессионализма будущего специалиста, так как именно высокая профессиональная подготовка становится фактором социальной защиты человека. Сегодня Россия – правовое государство. Одним из важнейших признаков, которое является провозглашение прав и свобод высшей ценностью человека. Проблема для любого общества и государства является реальное использование каждым человеком своих прав и свобод, а в случаях возникновения споров, конфликтов, правонарушений, наступление эффективной, надежной их охраны и защиты. Поэтому вопросы частного права занимают особое место в современном мире. Так, например, вопрос совершенствования трудового правоотношения остро стоял в период пандемии COVID-19. Это оплата труда, новые обязанности работодателей, ответственность работодателей за нарушение новых тенденций. Исходя из практики нашей работы, мы также часто встречаемся с нарушением трудовых прав. Необходимо обратить внимание на вопросы, касающиеся жилищного права, вопросы компенсации за изымаемое аварийное недвижимое имущество, поиск альтернативных способов разрешения частно-правовых споров и многое другое. И я думаю, что многие вопросы, знакомясь с программой нашей международной конференции, конечно, сегодня станут предметом обсуждения и, может быть, даже споров. Уверена, что данное научное мероприятие будет способствовать решению ряда актуальных вопросов цивилистики, международного частного права, а также формированию социальной активности и гражданской позиции. Желаю успешной работы, удовлетворения от общения, знакомства друг с другом и совместной деятельности. И, пользуясь столь торжественным собранием, я хотела бы вручить благодарственное письмо юридическому факультету за активное содействие, взаимодействие и, наверное, в лице Эльвиры Львовны Роднаевой, декана. Еще раз всех с праздником, успешной работы. Спасибо за взаимодействие, содружество и хорошую работу. Успехов. Слово для приветствия предоставляется Ларисе Роднаевне Гончиковой,
заместителей руководителя администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия по вопросам кадровой политики и государственной службы, председатель комитета государственной службы и кадровой политики. И председатель Государственной экзаменационной комиссии прибежала прямо сейчас. Уважаемый Элдар Валерьевич, уважаемые гости, участники научно-практической конференции, очень рада, что имею сегодня возможность приветствовать вас от имени правительства Республики Бурятия. Бурятский государственный университет является основной кузницей высококвалифицированных и качественных кадров практически для всех отраслей нашей республики. Это и образование, это и социальная сфера, это органы государственного управления, органы местного самоуправления, все организации и предприятия нашей республики. Надо отметить, что выпускники нашего вуза успешно работают не только в самой нашей республике, но и далеко за ее пределами. Отрадно отметить, что да, действительно, это происходит в юбилейный год. Не буду повторяться, да, другие уже озвучили о том, что действительно юбилейная дата. Я рада также отметить о том, что ширится география и состав участников. Действительно, байкальские чтения приобретают, это стало доброй традицией нашего флагманского вуза, да, и дай бог, пусть дальше это развивается и ширится. Конечно, посмотрев программу этого мероприятия, я отмечаю, что это не только общение, это не только обсуждение актуальных проблем цивилистики и международного частного права, но это и общение, это и посещение очень таких вот наших важных достопримечательностей, святынь нашей республики, ну и, конечно же, Байкал. Поэтому я желаю всем успешной, плодотворной работы. Пусть синергия этого взаимодействия будет очень результативной. Желаю вам всем подзарядиться воздухом, духом Байкала. Всем вам больших успехов, всего самого наилучшего. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется Маргарите Владимировне Барнаковой, начальнику управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия. Уважаемый Элдар Валерьевич, уважаемые участники научно-практической конференции, приветствую вас от лица управления. Поздравляю своих коллег-судей, а также ректора университета и в целом университет с юбилейной датой. Хочу сказать, что управление – это надежный партнер университета в организации практики студентов, трудоустройстве выпускников университета. Я надеюсь, что наши партнерские отношения будут продолжаться еще долгие годы. Отдельное спасибо кафедре гражданского права и процесса и лично Светлане Владимировне за возможность в год 220-летнего юбилея Минюста России поговорить с участием судей и экспертов о медиации как альтернативном способе урегулирования спора. Надеюсь, что все решения, которые войдут в проект резолюции, они будут реализованы и будут направлены прежде всего на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Всем успешной работы. Спасибо. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется Петру Викторовичу Ертанову, руководителю управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, главному судебному приставу Республики Бурятия. Уважаемый Элдар Валерьевич, уважаемый президиум, коллеги, гости нашей солнечной республики, от всей души, от себя лично и от личного состава Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия поздравляю вас с началом международной научно-практической конференции. Ну, конечно, здесь вот мои коллеги ранее уже отмечали, да, то, что Бурятский госуниверситет отмечает и юбилейную дату, и является кузницей кадров. Действительно, вот, если брать только управление Федеральной службы судебных приставов, у нас 28% личного состава, а это почти 800 человек. Это выпускники Бурятского государственного университета, ну, в том числе и я сам являюсь выпускником БГУ. Вот, я хочу сказать и отметить то, что качество образования, которое на сегодняшний день дает Бурятский госуниверситет, оно отличается достаточно большим спектром знаний, которые в повседневной жизни, в практической плоскости применяют наши выпускники, ну, нашего госуниверситета, Бурятского госуниверситета. И поэтому научно-практическая конференция, которая проходит, не только вот сегодня, которая проходит в юбилейную дату, а вот в целом в стенах нашего университета, они в большей степени направлены на то, чтобы в практической плоскости применять те знания, которые обретаются в рамках научно-практических конференций, проходящих здесь,
в БГУ, в других местах. Вот. И очень хотелось бы пожелать новых открытий. Очень важно, чтобы именно в практической плоскости применялись те знания, которые вы сегодня будете обсуждать, сегодня, завтра в рамках конференции. И очень хотелось бы пожелать вам, тут правильно мои коллеги отметили, что не только, скажем так, вот какие-то коллаборации здесь произвести, понять какие-то новые тренды и веяния в науке, но и в то же время отдохнуть хорошо у нас в Республике Бурятия, особенно касается гостей. Ну и конференция в добрый путь. Спасибо большое. Спасибо большое, Петр Викторович. Слово для приветствия предоставляется декану юридического факультета Бурятского государственного университета Эльвире Львовне Роднаевой. Спасибо большое. Хочется сегодня сказать, во-первых, что праздник цивилистики начался не сегодня, а вчера, да, вот если смотреть вот этот временной последний вот отрезок, потому что вчера у нас была защита выпускных квалификационных работ как раз по гражданскому праву. И вчера Лариса Ранена, наверное, подтвердит, действительно это был праздник. И вот сегодня продолжение этого праздника, проведение нашей традиционной теперь уже конференции по цивилистике и международному частному праву. И вообще эта конференция, помните, начиналась как студенческая, да? И настолько она была востребована жизнью, что в нее потом втянулись как практические работники, так и, конечно же, профессура. И нам очень отрадно отметить, что на вот эту вот уже по счету, она у нас какая? Я немножко уже нумерацию путаюсь. Да, уже шестая, наверное. Шестая, по-моему, конференция. Приехали очень известные ученые-цивилисты, международники из ведущих юридических вузов и Российской Федерации. У нас в дистанте присутствуют и наши партнеры из других стран. И очень отрадно отметить, что вы откликнулись в такое горячее время для всех преподавателей, приехали к нам, в Бурятию, на Байкал. И вот это название, само байкальские чтения, всегда как бы окрыляет, да, потому что, вот знаете, я немножко в историю, если обратиться, в 2005 году впервые к нам приехал профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук Альфред Эрнестович Жалинский. Но он не только специалист по уголовному праву, знаете, это вообще гигант правовой мысли, да. И он был вдохновлен вообще не только содержанием той конференции, которую мы организовывали при нем, это социология уголовного права. И он сказал, что название социологии уголовного права не очень соответствует, как бы сказать, да, формату, масштабу проведения. И он предложил тогда еще в 2005 году проводить это под эгидой, так скажем, да, под форматом именно байкальские чтения, что это именно дружеское общение, знакомство, укрепление связей между, так скажем, единомышленниками, да, представителями тех или иных отраслей юридической науки. И это название закрепилось. И большое спасибо двум нашим профильным кафедрам. Это кафедра гражданского права и процесса и кафедра международного права. Вот рядом со мной сидят заведующие, уважаемые, которые на новый уровень, да, подняли вот наши эти байкальские чтения. И есть возможность не только формально, да, заслушать, обсудить доклады, но и продолжить общение. Поэтому я присоединяюсь ко всем пожеланиям плодотворного общения, интересных докладов, дискуссий и, конечно, неформального общения, человеческой дружбы, которая всегда у нас закрепляется на берегах Байкала. Вот. И я хотела бы, пользуясь моментом, сказать огромное спасибо нашим постоянным партнерам-практикам. Да, это начиная с судебных органов, Верховный суд, Арбитражный суд, заканчивая вот всеми нашими выступающими коллегами. Не все, на самом деле, мы всем не смогли дать слово из-за узкого формата временного. Вот. И название самой конференции, да, вот, действительно актуализирует остроту, да, проблем, которые будут подниматься сегодня как на пленарном, так и на секционных заседаниях, на круглом столе. И я, честно говоря, впечатлена уровнем даже тем докладов, представленных и нашими гостями,
и дистанционными участниками, и, конечно, нашими студентами и магистрантами. И возвращаясь к тому, с чего я начала, я бы хотела воспользоваться моментом и Алдара Валерьевича пригласить, чтобы он вручил почетную грамоту одному из ведущих цивилистов нашей республики, руководителю нашего цивилистического кружка, старшему советнику юстиции в отставке, старшему преподавателю кафедры гражданского права и процесса Налетовой Марине Михайловне. Спасибо вам большое. Да, боишься, сфотографируйте, пожалуйста. Так, Боишься, с той стороны вот как раз и подошла. Да. Потому что я вот вчера, еще раз хочу повториться, в основном защищались выпускники цивилистического кружка. Одни темы чего только стоили, да? Мы вам потом покажем даже и расскажем, как проходила блестящая защита наших дипломников-цивилистов. И сегодня, я думаю, будет продолжение всех этих поднятых проблем. Я желаю всем самого интересного обсуждения не только проблем цивилистики и международного права. В целом, я думаю, что это будет действительно хорошее дружеское общение. Большое спасибо. Спасибо, Ольга Львовна. Уважаемые друзья, мы внесем сейчас небольшую корректировку в плане пленарного заседания, поскольку присоединился коллега из Китайской Народной Республики, профессор. И пока связь у нас, да, все в порядке, мы воспользуемся моментом. Итак. Уважаемые коллеги, предоставляем слово профессору Гун Нань, доктору наук, юридический институт Хэйлунцзянского университета, город Харбин. Это наш давний друг, видно его, нет? Максим, мы его так называем. Наша делегация несколько лет тому назад была в Китае, и он нас любезно возил в Шаолинь. Можете в интернете посмотреть. Вот наш друг Максим. Да, и руководитель центра как раз российского права. Да, мы заключили уже договор давно. Спасибо большое. Вам большое спасибо. Я думаю, что сейчас мой порядок, да? Хорошо. Я могу поставить презентацию? Так, ну сейчас. Уважаемые коллеги, дорогие друзья Брянского государственного университета, добрый день. Спасибо за приглашение организатора конференции. И поздравляем с юбилеем Брянского государственного университета. Но следует отметить, что Китайский университет политики и права и университет Хунцзя являются основными центрами по исследованию российского права в Китае. Я вижу сегодня тоже профессор Ван Чжихуа тоже будет выступать с речью. Тоже очень рад видеть его. Нихао, Ван Чжаошоу. И так, с Брянским государственным университетом мы поддерживаются долгосрочные дружеские отношения научного сотрудничества, основанные на глубокой дружбе. Сегодня позвольте мне выступать с речью на тему применения и теоретическое развитие искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве в Китае. Развитие судебная практика применения искусственного интеллекта в гражданском правосудии последние годы Китай добился больших успехов. В исследованиях и разработках, так, подождите, я не знаю, почему так. Как в работах искусственный интеллект плюс право, как генеральный секретарь
Дэн Сяопин заявил на Национальной научно-технической конференции, наука и техника являются основными производительными силами. С момента реформы открытости специалисты китайских юридических научно-технических кругах проводили непрерывные исследования в области внедрения технологий в судебную систему. Сочетание права и технологий является необходимой тенденцией. Например, системы вспомогательного разбирательства в провинции Гуандун и городе Шанхай, которые на данном этапе представляют собой высший уровень судебного применения искусственного интеллекта в Китае. Вначале сосредоточиться на машинном обучении, теоретическом юридического мышления и правил судебного разбирательства с помощью машин. Он использует такие пути, как унификация стандартов и построение модели допустимости доказательств в качестве правил машинного обучения. А это означает, что судебное применение искусственного интеллекта постепенно перешло от концепции к методу. Например, под влиянием этого опыта применения искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве Высший суд города Чунчин начал дел по кредитным городам с относительно меньшими фактическими сборами и простыми правовыми отношениями и создал интеллектуальную специальную судебную платформу, основанную на извлечении элементов. Умный судья Высшего суда Пекина использует технологии искусственного интеллекта, интеллектуальное машинное обучение, чтобы оказать поддержку судьям в вынесении решений. Еще юридическое облако Высшего суда провинции Jiangsu имеет функцию интеллигентной регламентации аналогичных дел и судебных документов. Система интеллектуального разбирательства версия 0.1 Высшего народного суда провинции Хэбэй может автоматически поискать и интеллигентно рекомендовать вспомогательную информацию, автоматически создавать юридические документы и интеллектуально анализировать стандарты правосудия. Интеллектуальная вспомогательная система рассмотрения дел еще C2J, Шанхайский суда Средней Азии, объединяет функции водителя по юридическим документам, регламентации аналогичных дел и обмена опытов. Она включает в себя 9 информационных баз данных, включая законы и постановления, судебные разъяснения, аналогичные дела и судебные акты. В соответствии с делом соответствующая информация из 9 информационных дел баз автоматически проверяется и анализируется и рекомендуется. Подводя итог, можно сказать, что искусственный интеллект помогает судьям в судебном разбирательстве 3 основными способами. Во-первых, интеллектуальным образом напомнить юридические составы факты в деле для судебного разбирательства, автоматически создавать судебные документы и повышать эффективность судебного разбирательства. А судья по-прежнему является окончательным рецензентом судебного решения. А во-вторых, в сложных делах интеллектуально рекомендуются аналогичные дела, наиболее близкие юридические составы фактов к элементам данного дела, чтобы ограничить усмотрение судьи. А в-третьих, в простых делах, как расчет процентов и убытков, он заменяет ручной расчет судьи. Во-вторых,
Основа теории применения искусственного интеллекта к гражданскому правосудию. Суть искусственного интеллекта заключается в алгоритмах и отработке данных. То есть посредством машинного обучения машины должны автоматически миниматься и предсказывать массовые данные для формирования единого интеллектуального алгоритма или рекомендаций по справочным принципам. Основа алгоритма заключается в глубоком машинном обучении. В 2006 года возросла тремя волна искусственного интеллекта, что во многом связано с ролью глубокого машинного обучения. Методы глубокого машинного обучения включают в себя методы обучения по дереву решения, методы аналогового обучения, методы искусственной нейронной сети и так далее. Методы искусственной нейронной сети являются основной позицией, наиболее мощным и самым широким методом машинного обучения на применении. Он используется для решения проблем, которые трудно решить на основе регулярного программирования, таких как интеллектуальное обучение. Вот. Введение теории гражданского судопроизводства по юридическими составами в правосудии с искусственным интеллектом. Так, вот покажу. Прошу прощения, не работает. Почему? Презентация не работает. Ладно. Вот теория гражданского судопроизводства по юридическим составам относится к методу гражданского судопроизводства, основанному на структуре норм гражданского материального права и судебного разбирательства гражданского судопроизводства на основе определения юридического характера юридических составов фактов в теле. Постановление сути осуществляется в соответствии с порядком выявления основных норм, на которых основаны судебные иски, анализа и деконструкции основных норм, на которых основаны судебные иски, обобщение сути споров, распределением времени доказывания, установление фактов и обстоятельств спора, принятие решения по делу. Говоря обобщенно, что через непрерывное переплетение действия по материальному и процессуальному праву судьи вынесут решение, можно считать, что теория гражданского судопроизводства по юридическим составам представляет собой методологию судебного разбирательства, которая эффективно связывает материальное право и процессуальное право. Применять нормы материального права через судебные процессы. Теория государственного производства по юридическим составам воплощает в себе структуру нападения и защиты. То претензия, возражение, повторное возражение. После проявления и сумм юридических фактов, на которых основывается притязание истца, исходя от того, что ответчик признает факты, представление истцов, истец тоже представить доказательства, чтобы доказать свое притязание. В отношении притязания фактов истца ответчик может использовать такие методы защиты, как отрицание, косвенное отрицание, неизвестное утверждение и возражение.
Стоит отметить, что в случае прямого отрицания, косвенного отрицания, молчания или неизвестное утверждение, ответчик не несет бремени доказывания. Только когда ответчик приводит возражение на факты, ответчик должен нести бремя доказывания. После того, как ответчик представит возражение на факты, истец может сделать повторное возражение на основании фактов возражениях ответчиков. И этот цикл повторяется, окончательно заставляя двух сторон в судебном процессе исчерпать свои претензии и возражения. В процессе претензии, возражения, повторные возражения, методы, а также защиты любого дела предоставлены в стандартизированном и форматированном виде. Машины используют возможности отработки естественного языка для распознавания дел, что имеет врожденные ограничения и является самым слабым звеном искусственного интеллекта. Но также является отправкой, точкой и ключом к применению искусственного интеллекта к гражданскому правосудию. Исходя из этого, решение конфликта между атрибутами естественного языка машинного обучения и неопределенного правовых знаний, а также построение карты правовых знаний, более согласованной с машинным обучением, стала основной теоретической задачей применения искусственного интеллекта в гражданском правосудии. Хотя судебный процесс чрезвычайно сложный, он имеет определенные субъекты судебного разбирательства, четкие правовые нормы, обстоятельства дел, устанавливаемые после судебного разбирательства. Стандартизированные процессуальные правила в некотором смысле легко попадаются моделированию с помощью естественного интеллекта. Вышеупомянутые содержания являются основной сутью дел гражданского судопроизводства по юридическим составам. Не с точки зрения природы, структуры или методы. Теория гражданского производства по юридическим составам является лучшим выбором для накопления правовых знаний искусственного интеллекта. Его можно использовать как важную основу для построения карты юридических знаков. Основной процесс классификации, автоматической сегментации слов искусственным интеллектом заключается в следующем. Это другой самый важный элемент для применения искусственного интеллекта. Маркировка атрибутов для каждого сегмента слова и добавление реляционных методов к взаимосвязи каждого сегмента слова. Каждая часть содержит относительно стандартизированные сегменты слова, чтобы их можно было использовать в качестве точек извлечения информации при построении правил. Идея интеллектуальной вспомогательной системы рассмотрения дел в случае такова. Разложить дело на самые основные элементы A, B, C и так далее. Элементы соответствуют ряду сегментов слова, создавать гипотезы с помощью алгоритма и сравнивать гипотезы с элементами ABC, содержащие в рассматриваемом деле. Если они совпадают или похожи, могут применяться аналогичные нормы. Вот ядровое звено дела гражданского судопроизводства по юридическим составам заключается в том, что судья по основным нормам, на которых
основанные судебные иски, разлагает факты, подлежащие доказыванию, на несколько составов существенных фактов. Деконструкция алиментов является основной работой, неоднократно выполняемым методом гражданского судопроизводства по юридическим составам, что в определенной степени согласуется с поставкой сегментации слов. Среди них экспертный опыт играет незаменимую роль, и машины могут эффективно учиться только после того, как эксперты завершат иерархическую деконструкцию и маркировку на основе теории юридических составов фактов. Таким образом, теория гражданского судопроизводства по юридическим составам обеспечит зрелый и стабильный базовый метод деконструкции элементов экспертов, чтобы сформировать метод установления сегментации слов. Теория гражданского судопроизводства по юридическим составам плюс экспертный опыт. Вот мой доклад. Спасибо за приглашение моих больших друзей. Ну, очень сладкое воспоминание, что только вы напомнили мне, когда мы были в Ихнане. И тоже очень надеюсь, скоро еще увидимся в Китае. Спасибо за внимание. Прошу прощения, предатель не работает. Спасибо. Большое спасибо, уважаемый профессор, за участие в нашей конференции. Вопросы, может быть, есть? Нет? Спасибо, Максим. До встречи. До встречи. Спасибо вам большое. Итак, продолжаем нашу работу. Слово предоставляется Аркадию Викторовичу Майфат, заведующему кафедрой частного права Уральского отделения Российской школы частного права, профессору кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени Яковлева, доктору юридических наук, партнеру коллегии адвокатов «Частное право». Нам вдвойне приятнее с Олегом Леонидовичем предоставлять слово Аркадию Викторовичу, потому что мы выпускники Свердловского юридического института. Спасибо. Спасибо все большое. Всех рад приветствовать на этой замечательной земле, на этой конференции. И я немножко изменил тему своего доклада. Точнее, я вообще полностью его изменил, подумал, что поскольку у нас тема, связанная с цивилистикой, с актуальными вопросами цивилистики, я подумал, что, наверное, одно из таких актуальных сейчас вопросов – это вопрос о вообще научных исследованиях в цивилистике. И этот вопрос актуальный сейчас почему, вернее, актуальность его обострилась, с тем, что у нас недавно появилась новая номенклатура научных специальностей. И как напомню, что у меня сейчас номер 513 «Частно-правовые цивилистические науки». Я помню, как-то мы с коллегами с этим обсуждали такой вопрос. А вот есть теперь у нас метод частного права. Можно ли писать такую работу «Метод частного права»? Потому что специальность называется у нас сейчас так: «Частно-правовые» в скобках цивилистические науки. Вот такая работа, метод частного права. Ну, я думаю, сейчас все подумают, что у каждого какая-то идея родится. Ну, либо да, либо нет. Я потом в дальнейшем попробую об этом сказать. Хотел сначала с чего? Значит, как известно, у нас есть отрасли права, есть отрасли науки, есть направления исследования. Есть у нас еще и такая классификация, как учебные дисциплины. Все они так или иначе пересекаются, но вместе с тем мы видим, что говорить о какой-то полном пересечении здесь нельзя, да и так и не должно быть, потому что отрасли права и вот направления частно-правовые науки – это все-таки не совпадающие по своему предмету, по своему объему, скажем так, явления, да? Кроме того, я бы еще, еще один аспект, еще такой, кроме того, что это учебная деятельность, еще у нас есть подготовка научных кадров, да, это деятельность аспирантуры.
и деятельность научных руководителей. Многие из нас тут руководители, и, соответственно, тоже возникает вопрос, а чем мы можем руководить? Частноправовыми исследованиями? Или мы можем по-прежнему руководить только гражданско-правовыми исследованиями? Вот лично меня этот вопрос сейчас как-то немного волнует, потому что, с одной стороны, вот специальность одна и та же, а с другой стороны, ну, а как я буду руководить, вот, допустим, процессуальными вопросами, да? Хотя специальность говорит о том, что вроде как это все сейчас одно и то же, а вот руководители могут быть или нет. Тоже такой вопрос есть. Я так в процессе своего доклада постараюсь недолго. Это не все, конечно. Ну, то как вообще у нас есть такая расхожая формула, что российское право – это право понятия и определений. Ну, все с этим сталкивались, да, что нам прежде чем чем-то заняться, нужно это определить. Ну или в конце в качестве вывода сказать, да, вот я предлагаю такое определение. Или такое понятие, или его признаки. 5.1.3 звучит частно-правовые в скобках цивилистические науки. Я когда прочитал, первый у меня вопрос возник, ну один из них. А почему цивилистические? Ну потому что вроде бы как традиционно мы говорим о том, что гражданское право – это есть цивильное право. Что, наверное, само по себе не очень точно, хотя мы к нему уже привыкли и себя так с гордостью называем цивилистами. Все-таки мы помним, что цивильное право в римском праве это было право граждан, скорее так сказать, в противопоставлении не гражданам, те, кто не имели права, граждан Римской республики, потом империи. Ну, так уж сложилось, что постепенно термин привык, и об этом писали все, в том числе и классики российского гражданского права, в XIX веке употребляли. Но это скорее, наверное, было употребление такого профессионального употребления в нашей среде, да, то есть мы понимали, о чем мы говорим. Сейчас этот термин, ну, по крайней мере, вот на этом этапе, может, это где-то и раньше было, стал у нас нормативным, да, цивилистические науки, частно-правовые. Ну, честно говоря, меня это вызывает, как я уже сказал, некоторые сомнения, потому что, наверное, все-таки цивилистическое – это не всегда частное право, и у нас есть такое понятие, есть учебная дисциплина, да, римское частное право, которое, оно более точно, наверное, отражает, что действительно в римском праве изучаются частно-правовые вопросы, а не вопросы цивильного права. Но вот те, кто писал эту номенклатуру, решили, что нужно эти два термина уравнять – частно-правовые и цивилистические науки. Ну, это всего лишь термин, и, возможно, так оно и правильно, во всяком случае, звучит красиво. Что же входит в эту номенклатуру? Ну, само направление, сам текст, он не говорит об этом, но можно такой вывод сделать, что с точки зрения отраслевой классификации нашего права, деления точнее, мы видим здесь гражданское право, процессуальное право и международное частное право. И опять-таки далее, вот публичное право, ну, тут есть представители, извините, процессуального права. Ну, наверное, это же не частное право, да? Это право публичное. В том смысле, как мы понимаем публичное право, то есть тогда, когда мы дело имеем с властью, и когда мы вступаем в эти отношения без воли. А Гражданский кодекс, как вы помните, начинается у нас с первой статьи, где в первой же части говорится, что такое гражданское право. Это своя воля и свой интерес. В процессе у нас нет ни воли, но интерес, конечно, есть, но воля, как правило, тем более, если ответчик, ну, понятно. Это отношения публичные, но вот сейчас, получается, они как бы стали частью цивильного. И вот с точки зрения того, что я говорю, что цивильное не равно частному, может, это и правильно. Но насколько правильно, что это одна специальность, которую назвали частно-правовой, тут тоже большой вопрос. Когда говорят, что процесс – это есть реализация права, имеется в виду право материального. Но мне представляется, что это не совсем так, потому что все-таки реализация права, мы знаем, это другое, да? Реализация права как такового, и мы с вами его реализуем, и все субъекты реализуют все-таки не через суд,
Суд не реализует права. Суд только в некоторых случаях обязывает, да, принудительно их исполнить. Реализуем там их действия своими собственными действиями. Поэтому здесь эта связка такая представляется не очень обоснованной с точки зрения, наверное, отраслевой природы и с точки зрения вот самых исследований как таковых. Тут я бы спросил, а почему у нас тут нет, допустим, уголовного процесса, да? Ну, мы там тоже защищаем свои права. К этому еще потом. Далее. Вот еще про частные. Вот нормы, да? Всегда ли нормы, которые у нас находятся в Гражданском кодексе, ну или в семейном, являются частноправовыми? Я думаю, что нет. Возьмем, например, 169 КК РФ, который говорит о том, что об односторонней так называемой реституции, да? Ну, можно спорить, реституция или это изъятие в бюджет, но это в любом случае принудительное изъятие в бюджет того, что суд посчитал последствием антисоциальной сделки. Частное это отношение? Да нет, конечно, публичное. Вопросы лицензирования деятельности организаций. Тоже, наверное, не частное право. Можно больше поговорить и поспорить о том, например, является ли государственная регистрация публичным или частным аспектом реализации наших отношений. Я-то больше склоняюсь к тому, что это частноправовые отношения, потому что, ну, если предположить, что завтра государство скажет, я больше не буду регистрировать права на недвижимость, пусть этим занимаются частные компании, мы же понимаем, что природа от этого не изменится. Да и по сути сейчас этим же не государство занимается как таковое, занимаются его соответствующие учреждения, да, как юридические лица. Я имею в виду те, которые входят в систему регистрационной службы. Еще интересный есть момент тоже вот с точки зрения частного и публичного права. Это вот каким образом в номенклатуре определяется предмет, что входит в исследование в земельных отношениях, в жилищных отношениях и так далее. Это пункт 13. Тут сказано так. Частноправовые аспекты земельных отношений, отношений в сельском хозяйстве и так далее. Ну, наверное, это правильно, потому что мы тоже с нами все знаем, что вопрос о том, земельные отношения – это наши или это отношения в сфере некого земельного права, такой известный спор, это основание для многих шуток, прибауток, иногда очень жестоких споров. Вот здесь авторы номенклатуры решили таким образом разделить гражданское право и семейное, ну и семейное право, и жилищное право, и иные, через упоминание, что это частноправовые аспекты. Возвращая нас, по сути, к теории, да, не давая никакого легального определения, потому что тут как бы исходит из того, что все понимают, что такое частное отношение. Также сказано о отношениях в сфере биотехнологий. Я немного занимался этими вопросами с точки зрения суррогатного материнства, отношений в сфере репродукции человека. И вот здесь тоже интересно, да, а вот эти отношения – это предмет какого права? Я так понимаю, что Оля Борисовна нам потом расскажет, да, про медицинское право. Ну, я себе позволю очень коротко, да, опять-таки, с точки зрения номенклатуры, получается, все, что имеет частноправовую природу, оно может быть предметом исследования как раз по нашей специальности. То, что носит частноправовой характер. А вот с точки зрения отраслевой природы, ну, как минимум можно поставить вопрос, что это входит в предмет семейного права, биоэтического или медицинского права, или гражданского права. Я имею в виду отраслевую природу нашего права, то есть как систему норм и так далее. Мне-то представляется, что это все-таки гражданское право именно в том аспекте, где мы имеем дело с частноправовыми отношениями. Потому что есть, конечно, там и публично-правовые отношения, всякие иные. Если говорить так, что вот
есть сфера репродукции человека, и, конечно, там есть не только гражданское право, там есть и другое. И здесь, мне кажется, как раз в номенклатуре очень правильно сказано, что выделяются именно частно-правовые исследования. То же самое касается сравнительно правовых исследований, которые указано в конце как через вот такое другое упоминание, как зарубежный опыт регулирования гражданских отношений. Здесь уже почему-то авторы ушли от частно-правовых, а вернулись к тому, что это гражданские отношения, но которые, если речь идет о зарубежном опыте, потом сказано семейных отношений, процессуальных и так далее. То есть, так что сравнительно-правовые исследования, безусловно, входят в предмет исследования по специальности 5.1.3. То же самое касается инвестирования. Я здесь тоже согласен, как авторы определили, как частно-правовые аспекты инвестирования. Другое дело, что понимать под инвестированием, это вопрос, так сказать, научных дискуссий. И, ну, если будет время, я готов в рамках, там, допустим, уже наших секций об этом тоже поговорить. Недавно я был в Казахстане вот на защите диссертации PhD. Вот там сейчас, если я оговорюсь, насколько я корректно понял, PhD там присуждается в сфере юриспруденции. И поэтому работа, она посвящена, ну, такому, как мы можем сказать, комплексному исследованию какого-то аспекта. Это не значит, что нельзя писать что чему-то узкому, но, по крайней мере, то, что я видел, они достаточно широкие. То есть автор начинает с понятия какого-то договора, а заканчивает уголовно-правовой ответственностью, где говорит о том, что нужно внести изменения в уголовное законодательство. Мне не думается, что мы должны вот настолько широко подходить к нашим исследованиям. Собственно, номенклатура специальностей нам это не позволяет. Но вот, к примеру, давайте подумаем, возможно ли сейчас предложить такую диссертацию, как, ну, скажем, защита деловой репутации, гражданско-правовой и процессуальный аспект, и руководить этой работой одному руководителю с кафедры гражданского права. С точки зрения развития правоотношений все очень логично. Да? Вот в цивилистике он начался процесс, заканчивается в процессе. Возможно ли такое исследование? Причем оно не будет сейчас каким-то межотраслевым. Это в рамках одной специальности. Не знаю, я вот к какому-то выводу не пришел. Соответственно, теперь ответ на вопрос, что я буду заканчивать. Метод частного права. Ну, метода частного права нет, потому что методы остались и должны быть как принадлежности отраслей права. Поэтому, наверное, может быть исследование методы частного права. Вот это да. Где нужно исследовать, ну, условно говоря, мы исследуем метод гражданского права, семейного права, и между ними делаем какое-то сравнительное исследование и так далее. Но такой работы, как метод частного права, мне кажется, не может быть, потому что его нет в природе как такового. У каждой отрасли есть свой метод. Добросовестность в частном праве, вот тоже мы часто обсуждали, я думаю, что да. Потому что добросовестность – это принцип, который, наверное, присутствует везде, и это будет звучать достаточно, ну, наверное, более логично и вытекающий из отраслевой природы. Ну и заканчивая, по поводу исследований. Сейчас, мне кажется, как мы можем говорить, у нас, я еще забыл сказать о том, что у нас отрасль с точки зрения науки, у нас отрасль называется следующим образом. Это юридические науки. То есть межотраслевого исследования в этом смысле быть не может, потому что мы не можем писать, наверное, диссертацию по юриспруденции и экономике одновременно. Вот с точки зрения номенклатуры вот так получается. Отрасль у нас юридические науки. Поэтому любое исследование, где мы должны, будем исследовать гражданское право и одновременно трудовое, оно не будет носить межотраслевого природы, поскольку оно находится в рамках одной научной специальности. А вот если мы будем исследовать публичное право и частное, то есть 5.1.3, 5.1.2, то мне представляется, что это можно именовать как исследование
в рамках группы научных специальностей. Это легальный сейчас термин, в рамках группы научных специальностей. И так, наверное, будет правильно. Вот, если коротко, то, что я хотел сказать. У нас, безусловно, сейчас открываются хорошие перспективы с точки зрения, скажем так, расширения предмета исследований для аспирантов, для соискателей, для магистрантов, безусловно. Потому что раньше всегда мы говорили, ну подожди, тут не надо про процесс писать, тут процессористы говорили, ну чуть-чуть напиши, вот как эти отношения возникают, и давай тут что-нибудь про доказательства, про какие-то процессуальные аспекты. Так сейчас нужно делать, так можно, не обязательно, но так можно делать. Другое дело, насколько это уже вопрос достоверности научной, погружения, чтобы это действительно было исследование, а не просто изложение, так сказать, норм, каких-то известных истин, потому что, ну, раз мы формально вроде расширили, да, тут понемножку, там понемножку и здесь понемножку. Это будет немного не то. От того, что сейчас можно исследовать в таком широком спектре, не значит, что можно наполнять это просто каким-то объемом. Вроде, смотрите, сколько я написал. Может, даже это сложнее сейчас будет написать такое исследование, что в тот же объем уложить и материально-правовые, и процессуальный аспект, и чтобы действительно в конце было исследование такое комплексное. Комплексность никто, наверное, не отменял. Спасибо большое. Я уложился в регламент, нет? Да, уложились. Все хорошо. Большое Все. спасибо, Аркадий Викторович. Да. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Угу. Пожалуйста. Принято. В номенклатуре она... Ну вот... Я читаю сейчас паспорт в интернете. Ваш частноправовой, международный понятие, там появляется опять международный прагматик, международный коммерческий арбитраж, часть программного элемента. Вы так как поняли. В данном споре победили все-таки цивилисты, да, я правильно понимаю? Ну, нет, смотрите. И второй вопрос, заодно в комментариях. Против того, что сейчас в моде и самые интересные работы, они стыковые, комплексные. Как в рамках научных специальностей готовить аспирантов, интереснее, мало того, они стыковые внутри нашего права, да? Они стыковые еще с интернетом, я не знаю. Вперед они пошли. Не замыкаем ли мы себя в рамках вот этих узких вот этих моментов и не идем, как сказать, допустим, широко? Спасибо. Ну, смотрите, я вот вспоминаю, о чем говорил Андрей Владимирович Габов, один из разработчиков вот этого документа. Он-то как раз говорил о том, что мы-то видим задачу, чтобы исследования носили более комплексный характер, чтобы они охватывали больше вопросов, но все равно в рамках каких-то ограниченной какой-то, вот, в данном случае, специальности. Потому что вот я уже об этом сказал, мне представляется, что если мы, ну, условно говоря, скажем, давайте пишите по праву что-нибудь, но это и будет что-нибудь. Другое дело, что написать работу, наверное, на стыке международного частного, международного публичного права, конечно, можно и нужно, наверное. Но тогда это будет, как сказано, исследование в рамках группы научных специальностей. Группы. А вот это большой вопрос. Вот тут я не знаю. Потому что я тоже не знаю, я просто слышу, как коллеги ставили вопрос, как быть с кандидатскими экзаменами сейчас. Что спрашивать в рамках кандидатского экзамена? В рамках специальности или в рамках отрасли? Но я думаю, что тут вопросы определят. Конечно, исследования всегда интересны. Почему нет? Конечно, стыковые. Назовем их комплексными. Но вот как быть? Ну, наверное, может быть, как это и раньше было. Тогда нужно собирать совет, в котором были представители, вас же выделили в одну специальность 5.1.5. Тогда нужно какой-то совет собирать, в котором будет, условно говоря, половина 5.1.5 и 5.1.3. Потому что совет, который собран в рамках сейчас одной специальности, допустим, 5.1.3, но он не может принимать работу и ее защиту проводить, если у вас
международно-правовой науки, я так полагаю. Поэтому тут, конечно, надо это делать. Спасибо. Спасибо, Аркадий Викторович. Так. Так, коллеги, у нас в гостях Лисица Валерий Николаевич, доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник лаборатории анализа и прогнозирования интеграционных процессов современной Евразии, завкафедрой предпринимательского права, гражданского арбитражного процесса Института философии и права Новосибирского госуниверситета, завкафедрой правового обеспечения рыночной экономики экономического факультета Новосибирского государственного университета. Тема «Интеллектуальный статут в международном частном праве». Пожалуйста. Да, уважаемые участники конференции, дорогие друзья, позвольте прежде всего выразить слова благодарности за приглашение принять участие в столь значимой конференции, посвященной 90-летию Бурятского государственного университета. Хотелось бы пожелать, конечно, больших свершений, научных достижений Бурятскому государственному университету, прежде всего, конечно, и юридическому факультету, который будет, я думаю, кузницей кадров, высококвалифицированных кадров для Республики Бурятия и для других субъектов Российской Федерации. Поэтому здоровья, успехов и всего самого наилучшего Бурятскому государственному университету. Прежде всего, да. Спасибо, Владимир Николаевич. Да. В своем небольшом выступлении я бы хотел остановиться на вопросах интеллектуального статута в международном частном праве. У меня, кстати, презентация по этому вопросу, это можно открыть презентацию, я не знаю, там специалистам, да. Это первый, да. И хотел бы начать с того, что в отличие, допустим, от вечного статута, обязательственного статута, недоговорного статута, наследственного статута, вопрос интеллектуального статута в Российском гражданском кодексе практически не раскрыт и не урегулирован в действующем законодательстве. В этом огромная проблема. Я не знаю, с презентацией, что у нас? Откроем, да? У меня еще флешка есть, могу флешку просто вам предоставить. К сожалению, а с другой стороны, надо обратить внимание, что у нас есть интеллектуальная собственность, самостоятельный объект гражданских прав, и есть специфические субъективные гражданские права на эти объекты, интеллектуальные права, правовой режим которых представлен в отдельной части 4 Гражданского кодекса, конечно, они имеют специфику и в механизмах возникновения, осуществления и защиты соответствующих субъективных гражданских прав. Поэтому очень странно, что, конечно, вопрос коллизионного регулирования интеллектуальных прав у нас не представлен в части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. И, конечно, свое исследование, хотя сейчас загружает презентацию, я хотел начать с международных правовых основ регулирования интеллектуальной собственности. В этой сфере существует огромное количество международных договоров, в которых участвует Российская Федерация. Видимо, базовый из них – это Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений, которая касается у нас специфических объектов, объектов авторского права, которые не требуют государственной регистрации, там, соответственно, свои механизмы международной правовой охраны. И вторая конвенция – это Парижская конвенция по охране промышленной собственности, которая касается у нас регистрируемых объектов, да, изобретений, полезных моделей, товарных знаков и других объектов. И там своя специфика в механизмах возникновения соответствующих интеллектуальных прав, которые требуют признания со стороны государства, регистрации. Поэтому действие этих прав, конечно, связано с деятельностью Роспатента, уполномоченных органов государственной власти в сфере как раз патентных и других подобных вопросов. Да. Можно переключить следующий слайд? Да. Или у меня здесь есть слайд? Да? Извините. Бернская конвенция. Так вот, Бернская конвенция у нас содержит несколько норм в части коллизионного регулирования. Она провозглашает национальный режим для иностранных лиц в части правовой охраны авторских прав и предусматривает главную коллизионную привязку, это lex protectionis, которая означает, что мы должны применять право того государства, на территории которого мы обратились для защиты своих нарушенных авторских прав.
Это главный коллизионный принцип. И считается, что он является ведущим в сфере охраны интеллектуальной собственности в международном частном праве. Об этом говорит статья 5 Бернской конвенции. Но в то же самое время я бы хотел обратить внимание, что даже в самой Бернской конвенции есть указания на другие коллизионные нормы, в частности, это Lex Loci Originis, которая предполагает, что мы должны смотреть страну происхождения соответствующего произведения, и смотреть, как там регулируется у нас авторское право и охрана, соответственно, какой, допустим, срок для правовой охраны. Поэтому в Российской Федерации мы не будем предоставлять больший срок, чем в стране происхождения. Поэтому в ряде случаев возможно применение других коллизионных привязок. Если говорить о Парижской конвенции, то здесь гораздо меньше представлено правовое регулирование. Здесь Парижская конвенция также исходит из национального режима для иностранных лиц в части охраны объектов промышленной собственности. Да? И об этом говорит статья 2 Парижской конвенции. И часто этот принцип территориальности толкуется, опять же, как принцип Lex Fori, когда мы должны применять право того государства, куда мы обращаемся за защитой соответствующих патентных прав. Поэтому, так скажем, косвенно, опять же, эта статья указывает на применение страны, где спрашивается правовая защита соответствующим интеллектуальным правом, патентным правом прежде всего. Да. И второе важное положение Парижской конвенции исходит из того, что у нас все патенты, которые выдает государство, являются независимы друг от друга. Это, опять же, отражение принципа территориальности, когда все интеллектуальные права действуют в пределах того лишь государства, где возникла соответствующая правоохрана этих объектов. Да. И права и охрана других интеллектуальных прав в силу иностранного права возможно только обычно на основании международного договора с соответствующим государством. Это общие принципы международной правовой охраны. Теперь обратимся к нашему российскому законодательству в данной сфере. Конечно, есть у нас раздел 6 под названием «Международное частное право» в Гражданском кодексе Российской Федерации. Но там мы найдем всего лишь отдельные нормы, и то это нормы договорного статута, правил, которые определяют применимое право к договорным отношениям, в том числе в сфере интеллектуальной собственности. И здесь мы должны исходить из принципа lex voluntatis, принципа свободы выбора, принципа автономии воли сторон, когда стороны договора вправе выбрать соответствующее применимое право к регулированию к их правам и обязанностям по соответствующему договору, либо к лицензионному договору, либо к договору об отчуждении и исключительного права, либо иного договора в сфере интеллектуальной собственности. Да. Ну а если не выбрали стороны применимое право в силу автономии воли сторон, то здесь у нас две коллизионные привязки. Главное из них это право стороны, где действует соответствующее исключительное право. Это правильный подход, поскольку он отражает принцип наиболее тесной связи в международном частном праве. Ну а если получается так, что бывает, допустим, в силу, опять же, в авторском праве, в других частях права интеллектуальной собственности, когда у нас права могут действовать на территории нескольких государств, то здесь приоритет отдается праву страны, где находится у нас место деятельности правообладателя, то есть лицо, которое обладает соответствующим интеллектуальным правом. Конечно, этих норм крайне недостаточно, и возникает вопрос, где еще найти нормы коллизионного права в российском праве. Это часть 4 Гражданского кодекса, хотя здесь содержатся лишь односторонние коллизионные нормы, которые указывают на применение лишь российского права к регулированию определенных групп отношений, определяя, какие отношения, когда будет применяться Гражданский кодекс к правовой охране интеллектуальной собственности участием иностранных лиц. Видите, здесь указывается, что именно Гражданский кодекс будет единственным регулятором соответствующих правоотношений. Да. И опять идет указание на международные договоры, которые могут предусматривать иное. И в частности, да, Бернская конвенция и другие позволяют применять допустим, иностранное право к регулированию соответствующих отношений. Но я бы хотел обратить внимание, что и часть 4 также еще указывает на применение других коллизионных норм. Это, допустим, статья 1256 Гражданского кодекса, которая указывает на, опять же, lex loci actus, закон места совершения акта, который может иметь юридическое значение. Мы будем смотреть там, где, допустим, было создано соответствующее произведение, да, или возникло авторское право. Поэтому такая коллизионная привязка тоже может быть. Либо закон места происхождения произведения, да, допустим, опять же, если мы говорим об авторском праве, либо о изобретении, либо о другом объекте интеллектуальной собственности.
Вот и все. Вот в целом такие вот отдельные вкрапления норм коллизионного права можем встретить в нашем российском законодательстве. Конечно, это не решает многие проблемы, которые возникают не только в теории, но и в правоприменении, конечно. Требуется, видимо, систематизация всех этих норм и создание новых соответствующих норм на основании норм международных договоров и уже действующих норм российского законодательства. Поэтому, конечно, возникает вопрос о необходимости разработки, да, и принятия со стороны законодателя поправок в часть 3 Гражданского кодекса, который бы ввел бы категорию интеллектуального статута в международном частном праве. Здесь возникает два главных вопроса. Первый вопрос. Какие отношения будет регулировать этот интеллектуальный статут? Как мы будем отграничивать интеллектуальный статут, допустим, от договорного статута, от вечного статута или других статутов, которые сейчас предусмотрены в Гражданском кодексе Российской Федерации? Это первый вопрос. Ну и второй, конечно, вопрос. Как будем определять применимое право? Какие коллизионные привязки мы будем применять? Да. Ну и отвечая на этот вопрос, я предложил несколько вариантов вопросов, которые следует отразить в этом интеллектуальном статуте как сфера действия, то есть те вопросы, которые он должен регулировать, в отличие, допустим, от договорного статута. Это и вопросы авторства, и вида охраняемых объектов согласно тому или иному правопорядку, требования к правовой охране, виды содержания, срок действия интеллектуальных прав, основание, порядок возникновения, осуществления и защиты соответствующих интеллектуальных прав. Ну а как должна определять? Здесь, думаю, протекционист, который считается вот, теория ведущей, основополагающей нормой, не является далеко не единственной. Да. Да, она должна быть отражена в соответствующем Гражданском кодексе, но нужно предусмотреть в нем при принятии соответствующих положений и другие коллизионные привязки для решения отдельных вопросов, допустим, это lex loci actus, lex loci originis, lex voluntatis и, конечно, lex connexionis permitatis, который позволит более точно, да, связать спорные правоотношения с территорией определенного государства и указать на более понятное, применимое право к регулированию интеллектуальных прав в Российской Федерации и других правопорядках. На этом я бы хотел завершить свое выступление, поблагодарить за уникальную возможность выступить, да, в стенах Бурятского государственного университета, да, и с надеждой на большое сотрудничество в будущем. Спасибо. Большое спасибо, Олег Николаевич. Так, пожалуйста, коллеги, вопросы? Будут вопросы? Так, ну, вопросов нет. Спасибо. Все думают. Продолжим дискуссию на Байкале. На Байкале, да, у нас завтра будет заключительное заседание, поэтому мы, думаю, еще обсудим эти вопросы. Итак, слово предоставляется Ульяне Борисовне Филатовой, профессору кафедры гражданского права Юридического института Иркутского государственного университета, доктору юридических наук, доценту. Дорогие коллеги, добрый день. Микрофон у меня работает, да? Слышно меня? Ну, во-первых, хочу поблагодарить уважаемый оргкомитет за то, что предоставили такую потрясающую возможность выступить на таком очень серьезном научном мероприятии для нашего региона, которое проводится с завидной регулярностью и действительно является такой площадкой, которая объединяет научные школы региона, и это очень важно. Поздравить сердечно университет с замечательной датой. 90 лет, ведь вы же относитесь к одним из старейших образовательных организаций нашего региона, Сибири, и это очень важно, потому что регион, наверное, может развиваться эффективно, когда у него есть свой университет. Вы и кузница кадров, вы и объединяете умы, интеллекты, и, в общем-то, конечно, это очень-очень важная миссия. Но, обращаясь к теме моего доклада, вот, кстати, есть небольшая презентация, я хочу сказать, что действительно, мы сейчас находимся в совершенно другой парадигме. И когда мы в свое время изучали теорию государства и права, в нас культивировали дискурс о том, что к системе права надо относиться очень и очень бережно, что она не подлежит расширительному толкованию, что есть очень четкая принципиальная позиция деления отраслей на частные и публичные, выделение не более 12 отраслей. И если бы я когда-то своему преподавателю Пьянову Николаю Андреевичу сказала бы, что есть такое медицинское право, он бы, наверное, мне сказал, что, наверное, можно говорить о том, что есть банно-прачечное, паровозное право и так далее. Сейчас, конечно, мы живем уже совершенно в другой реалии, потому что если перефразировать идею Карла Маркса о том, что есть базис, который дает основной запрос, и мы надстройка, которые должны его удовлетворять, то базис наш сейчас перед очень серьезными вызовами. И бесконечно что-то там меняется. Естественно, что... Так, коллеги дорогие, как он работает? Почему я не могу его листать?
Все. Очень много каких потребностей возникает в экономике, и, безусловно, мы, как право, должны эти потребности удовлетворять. У нас все время отрицательный временной лаг, мы никогда не успеваем, но в этом специфика нашей правовой системы, потому что мы относимся, как известно, к романо-германской, если бы мы были в англосаксонской, наверное, мы бы оперативнее реагировали на запросы экономики. И сегодня я хочу поговорить о таком очень интересном феномене, о котором сейчас обращаются очень многие университеты, и действительно здесь много всяких вопросов. Почему мы выделяем медицинское право? Что такое медицинское право? Для кого оно существует? Кому посвящено и так далее? Да, какие процессы регулируют? А медицинское право сейчас это или уже биоправо, например, да, то, что мы вот, в принципе, в современных работах читаем. В общем, непонятно. Вопросов больше, чем ответов. Понятно одно. Нам необходимо это создать, изучать и преподавать в университетах, потому что наши современные специалисты, выпускники должны быть готовы и жить и обеспечивать ту индустрию, в которой они будут работать. Ну, а медицинская сфера, она сейчас очень широко все-таки распространена. Ну и чем это предопределено, да, и какие этапы развития медицинского права мы можем просветить. Самый, наверное, старый, в кавычках, учебник, который я нашла по медицинскому праву, надо понимать, что это не римское право, там сильной старины нет, датирован 2003 годом. И вот это Мохов Александр Анатольевич, очень известный у нас ученый, который уже на протяжении десятилетий занимается медицинским правом, очень активно. И сейчас мы знаем, что есть кафедра медицинского права и в университете имени Олега Емельяновича Кутафина, и магистерские программы в Вышке, и тоже в Кутафино. И, в общем-то, конечно, мы понимаем, что в первую очередь для того, чтобы такое реализовывать, нужен у университетов кадровый потенциал, как ни крути. Да? И поэтому мы, как специалисты, как юристы, как преподаватели, должны тоже быть готовы в свое время на протяжении, например, там какого-то времени подготовиться и что-то такое вот выдать очень интересно. Какие есть вводные, да, то есть в каком контексте мы живем, почему я считаю, что это необходимо, но это не только моя позиция, это в принципе сейчас, если мы посмотрим все современные университеты, ведущие правовые школы, в общем-то, ну, даже когда Светлана Владимировна услышала тему моего доклада, она говорит, как это интересно, потому что мы сейчас обсуждаем создание кафедры медицинского права. Ну, в общем-то, я хочу сказать, что вы в тренде, друзья, коллеги, восхищена. Мы пока такую перспективу не обсуждаем. Но мы обсуждаем внедрение все-таки в учебный процесс этой дисциплины как учебной, и потому чуть позже я скажу, чем это детерминировано, именно как запрос на учебную дисциплину, на курсы ДПО или на магистерскую программу. Ну а сейчас, если поговорить о тех вызовах, перед которыми мы стоим, то, в принципе, вот если просто проанализировать те указы, стратегии развития, национальные программы, ну, например, да, в 2020 году, это вот последний из указов, президент создал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 30 года, и в качестве основных целей называется сохранение населения его здоровья, жизни, и это очень важно, потому что это фактор национальной безопасности. И очень-очень много их, да, вот, то есть если мы посмотрим, то и в области химической, биологической безопасности, и в области экологии, и все это так или иначе, конечно, связано со здоровьем, с различными биотехнологиями, с медицинскими технологиями, и вот ряд стратегических документов, которые говорят, ребята, надо заниматься. Конечно, они в первую очередь об этом говорят. Для кого? Для биоинженеров, для медиков, которые вот специализируются на научных исследованиях. Но и те, в свою очередь, конечно, это подхватывают. И вот сейчас мы видим и наблюдаем, что науки о жизни, они проходят период второго развития. Нельзя сказать рождения, потому что они всегда существовали, медицина всегда существовала. Но сейчас настолько много всяких научных открытий, и, конечно, президент ставит перед нами задачу, что должна быть именно наша отечественная наука, должны быть наши изобретения, должны быть наши там какие-то ноу-хау от искусственной кожи до каких-нибудь микрочипов в сердце. В общем, все это должно быть отечественное производство. Ну, мы понимаем, да, что это вот те вызовы, в которых мы стоим. И университеты, ведущие научно-исследовательские, медицинские, некоммерческие организации, которые работают в этой сфере, они получают очень большое финансирование. И, естественно, они эти вызовы стараются удовлетворять с учетом всех вот этих вот повесток и так далее. Но, к сожалению, в правовом поле они во многом беззащитны. И вот у них как раз есть потребность в создании курсов медицинского права, в создании неких
даже, наверное, каких-то правовых полей, которые бы их деятельность опосредовали. Вот это я вам расскажу сейчас про тот кейс, над которым работаем мы, юридический институт Иркутского госуниверситета, и чем он предопределен, и что это, на мой взгляд, очень активно показывает. У нас есть запрос, мы работаем с одним из, ну, скажем так, стейкхолдеров этой отрасли, с Сеченовским университетом. Это первый Московский государственный университет, старинная очень школа медицинская. И они очень активно проводят разного рода медицинские исследования. И они к нам обратились с просьбой о том, чтобы мы разработали и создали для них курс по медицинскому праву и внедрились в их уже магистерскую программу. Мне кажется, микрофон как-то не очень стабильно работает. И, конечно, мы подумали, что для нас это тоже очень важно, потому что, ну, это Сеченово, университет, сложно отказать, надо как-то подключаться. Но встал вопрос о том, а что вы хотите, чтобы мы вам почитали, да, то есть это же очень важно понимать, вот для нас, для юристов, очень важно понимать, а чего хотят медики, то есть медицинское право для них это вообще что, это о чем? И они говорят, мы подумаем. Взяли паузу. Мы говорим, мы тоже подумаем, тоже взяли паузу, значит, собрали коллектив, ну, такой, да, ну, представители всех кафедр, и озадачили. Говорим, вот такая у нас задача, надо создать что-то по медицинскому праву, давайте посмотрим, какие сферы преломления у нас есть. И вот с левой стороны вы видите, да, что вот мы по кафедрам поработали, и вот примерно у нас получилось то, что получилось. Естественно, что цивилистический блок, мы его как-то более-менее вот в таком ключе представляем себе как договоры медицинские, как услуги медицинские, так компенсация морального вреда, защита прав потребителей в медицинской сфере, ну, в таком классическом весьма ключе. Да? Уголовно-правовой блок – это уголовная ответственность медицинских работников, государственное направление – это в целом правовое регулирование здравоохранения, правовой статус пациента и так далее. Ну и международный блок – это международный правовой регулятор, ну и персональные данные, хотя это можно, в общем-то, в рамках всех этих блоков рассматривать. Это наша такая была вот, нам казалась очень гениальная программа, потому что она, как нам казалось, опять-таки удовлетворяет все их потребности. Но у университета Сеченова были на этот счет свои позиции, свое мнение. И в частности, вот они нам представили такую программу примерную из 5 пунктов. И если посмотреть, что им надо, да, то есть каков их запрос, то это, конечно же, федеральный закон о биомедицинских клеточных продуктах. Это очень сложный закон. Они говорят, мы ничего понять не можем, пожалуйста, расскажите нам, прочитайте нам его. Мы его посмотрели, мы тоже ничего там не можем понять. И это очень и очень сложный закон, но мы, конечно, понимаем, что нам все-таки проще на нашем юридическом языке разобраться, да, и что-то там, но вот он как раз, друзья, междисциплинарный, да, этот закон. Дальше они говорят, источники правового регулирования медицинской деятельности нам тоже очень надо. И тут я вспомнила вот этот вот учебник Александра Анатольевича Мохова 2003 года по медицинскому праву, и он как раз там начинает с источников права вообще, да, какова их регулятивная сила, в какой системе они находятся, как они взаимодействуют. Я сначала подумала, что Александр Анатольевич, он шутит, ну, или он рассчитывает на медиков, которые вообще ничего как бы не понимают, да, а сейчас, когда я в это погрузилась, я сама понимаю, что я ничего не понимаю. Там столько нормативно-правовых актов, ведомственных, разной юридической силы, подзаконных. Законы такие, что вообще такое ощущение, что их не люди писали, я не знаю, искусственный интеллект, но это очень действительно сложно. 3-й, 4-й я пока опущу вообще, и государственные закупки в медицине. Вот это как раз у нас вообще пробел, мы даже не думали о том, что для них это важная какая-то история. Почему я опустила 3-й и 4-й? Потому что вот этот 3-й и 4-й пункт, это показывает нам то, что они право понимают по-другому. Понимаете, мы живем в мире, где мы юристы-позитивисты. Что это значит, в моем понимании? Это значит, что мы руководствуемся только теми законами, которые есть. То есть нет закона, права нет, правильно? Ну, как бы мы в суд не сможем пойти, как бы на что мы будем ссылаться? Непонятно. А они говорят, вот, например, биобанкинг, да, биобанкинг есть, закона нет. Вот вы нам, пожалуйста, почитайте, как он должен регулироваться с точки зрения права. Ну, мы, конечно, как сказать, мы им пытаемся объяснить, что мы не можем почитать им, как он регулируется, потому что он никак не регулируется. Это пробел в нашем законодательстве. Биобанкинги есть, да, то есть с нас постоянно берут какие-то анализы,
не знаю, там, хранят их где-то, да, и эти биобанки, они есть как на государственном уровне, например, там, семенной фонд, так и на обычном частном уровне. Вот мы в Unilab что-то там сдаем, и вот куда это потом дальше идет, это тоже вопрос. А это биоматериал, который может быть использован и так далее. А это ничем не регулируется в нашей стране. Или, например, правовое регулирование отношений с участием лабораторных животных. Вот у нас есть все животные, дикие, есть у нас, значит, домашние животные, да, есть нормы ГК, есть закон об обращении с животными, но там нет ни слова про лабораторных животных, про лицензирование деятельности по выращиванию этих животных. В итоге наша медицинская наука поставлена в какие условия? Они этих крысок и мышек закупают за рубежом, в Германии закупают. И на вопрос, а что, у нас нельзя развести мышей, они говорят, можно, но нам нельзя их использовать, тех мышей, которые разводят у нас, потому что у нас нет вот законодательства, которое вводит их в их оборот, и вот это тоже. Ну а с учетом нашей вот этой внешнеполитической ситуации, вы понимаете, что мы остались без мышей, без крыс и прочих вот этих вот, значит, объектов опытов, назовем их так. И вот эта разность понимания права, да, в преломлении на междисциплинарность, она очень много что показала, что действительно, показала, что мы им нужны не только как трансляторы, как те, кто может артикулировать, перевести с их медицинского права на нормальный обычный язык, но еще и как, наверное, создатели прав. И потому, безусловно, вот эта тема, она сейчас очень актуальна и очень востребована будет с точки зрения научных исследований. И вот я думаю, что будет еще достаточно, ну то есть мы же должны обладать каким-то предвидением, да, то есть выбирая тему научного исследования, мы должны понимать, что она будет актуальна лет 5-10, ну как вот нам надо, вот сколько нам надо ее защитить, столько она будет актуальна. Так вот, я считаю, что оборот объектов биологического происхождения, органы, ткани, клетки человека, гены, это все очень будет актуально. Биобанки, банк биоресурсов, биоколлекции, лабораторные животные, пожалуйста, вообще. Обеспечение биобезопасности, потому что биобезопасность сейчас понимается в очень широком смысле, как военная безопасность, потому что любой биопродукт, он двойного назначения, и промышленного, и военного, и, в общем, поэтому, конечно, биобезопасность – это тоже очень важный момент. И, безусловно, поскольку мы вот здесь существенно отстаем, сравнительно-правовые исследования в этой сфере – это тоже, на мой взгляд, будет мега актуальное направление научных исследований. Я благодарю всех за внимание. Спасибо большое. Дорогая Ульяна Борисовна, большое спасибо за такой интереснейший доклад, который затрагивает всех нас, да, поэтому очень, конечно же, актуальный. И кроме этого, я вижу большую перспективу на десятилетия вперед. Мы и так всегда с вами сотрудничаем, дружим. И я думаю, что мы с вами будем продолжать наше сотрудничество. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Вопросы, коллеги, вопросы, пожалуйста. Я вот знала, Аркадий Викторович, что вы меня об этом спросите. Второй вопрос. Скажите, отрасль обязательно должна быть основана который у нас является кодекс. И наоборот, если есть кодекс, права нет. Есть же такие у нас кодексы. Но они не кодексы, они не являются кодексом. Спасибо большое за вопрос. Я вот хочу небольшую даже отсылку сделать к вашему докладу, потому что это тоже, мне кажется, что перекликается с нашей утренней дискуссией по этому же вопросу и в целом с тематикой, которую я затронула. Вы знаете, вот если честно, я не возьму на себя такую ответственность и не скажу, что медицинское право – это отрасль права. Да? Вот во всех этих классических пониманиях. Что она частная отрасль права? Я, например, тоже бы руку на отсечение не давала. Но то, что это уже сформировавшаяся отрасль законодательства, это 100%. Да? Что это такой особый блок нормативного материала, который, действительно уже выделился, обособился. И от этого никуда не уйдешь. То есть мы уже сейчас живем с мыслью, что есть киберправо, там, экоправо, социоправо и биоправо тоже есть. Мы уже из песни слов не выкинем. Что касается вот междисциплинарности исследований, вот я хочу сказать, что
я грущу о закрытии Российского фонда фундаментальных исследований, РФФИ. Я думаю, что многие грустят, кто получал хоть раз грант РФФИ, все грустим, да, потому что нас сейчас отослали к РНФ. А что делает РНФ? РНФ говорит: гуманитарии молодцы, но будем финансировать кого? Ну, естественников, там, инженеров и так дальше. И у нас есть единственный, друзья, шанс – это найти свое междисциплинарное применение нашим чудо-знаниям. И только тогда мы можем рассчитывать. И здесь вот как раз вот вопрос, который Аркадий Викторович поднимал, о том, а что ж такое междисциплинарность. Да? Вот, например, мы скрестили гражданское право и гражданский процесс, простите за терминологию, я уже ушла в медицину. Вот. И что это получилось? Это получилось междисциплинарное исследование или нет? Я считаю, что нет. И даже если мы уголовное право и гражданское право совместим в исследовании, это тоже не будет междисциплинарное исследование. Почему? Потому что номенклатура специальности – это хорошо, но в плане именно теории она не дает нам ответы именно в плане парадигмы и системы права. Номенклатура специальности – это для того, чтобы было удобно формировать ученые советы, да, чтобы были какие-то вот только в этом ракурсе. Здесь не надо искать какой-то научной, серьезной основы, потому что мы когда смотрим с вами вот эту вот нашу теперь частно-правовую специальность, мы вспоминаем все 4 теории разграничения права на частное и публичное. И ни одна из них, между прочим, не дает достоверного ответа на вопрос, а какое право частное, а какое публичное. Их совокупности надо применять. Но даже совокупность их не позволяет нам сделать вывод о том, что гражданское право и гражданский процесс, что гражданский процесс – это частная отрасль права. Да? Совершенно верно. Что биоправо – это частная отрасль права. Вряд ли. Поэтому нет, к этому не надо так вот прямо относиться. Что касается, есть кодекс, нет кодекса, тогда отрасль, не тогда отрасль. Честно, не знаю. То есть я думаю, что как отрасль для отрасли законодательства это не важно, есть кодекс или нет. А я теоретик, я могу себе позволить. Спасибо. Слово для доклада предоставляется Михаилу Валерьевичу Шавалееву, консультанту исследовательского центра частного права имени Сергея Сергеевича Алексеева при президенте Российской Федерации, исполнительному директору Московского клуба юристов, кандидату юридических наук, магистру частного права. Добрый день, дорогие друзья. Я ничего не буду говорить о бурятском гостеприимстве, в котором мы купаемся, как только приехали в Улан-Удэ, чтобы не дразнить наших коллег, которые подсоединились к конференции онлайн. Поэтому начну с самого главного. Я хотел бы поздравить вас, передать вам адрес от коллектива исследовательского центра частного права с самыми теплыми пожеланиями, которые могут быть. И констатировать тот факт, что к 90-летию вашего университета кафедра гражданского права, кафедра международного права подошла к великолепным научным и профессиональным заделам. И мне хочется верить, что когда мы будем праздновать 100-летие вашего университета, то, говоря о научных школах Сибири, мы, конечно же, будем говорить о Бурятской школе частного права, которая будет представлена в том числе теми звездочками, которые сегодня сидят с 4-го ряда. И, конечно же, как не на гостеприимной бурятской земле, поговорить о принципах добрососедства, поговорить о принципах соседского права. Маркетологи говорят, что любая информация, она более тепло воспринимается, когда сопровождается изображениями, которые вызывают положительные эмоции. Для обычных людей это милые животные дети, ну а для нас, юристов, это, конечно, фотографии с конференции. Но вы не переживайте, все, что было в Улан-Удэ, останется в Улан-Удэ. Я бы хотел начать. Это фотография культурного мероприятия с одного из юридических форумов, которые ежегодно проходят в Санкт-Петербурге. Это улица Рубинштейна, улица, которая, пожалуй, на 1 квадратный метр, который приходится самое большое количество ресторанов и проверок. И эта улица, она известна жестким противостоянием жителей и ресторанов. При этом на форуме 2019 года
наших братьев встретили жители с плакатами. И понятно, что жители недовольны не качеством пищи, которая в ресторанах, а, в общем-то, тем количеством неправильно припаркованных автомобилей и веселых людей, которые эти рестораны порождают. И здесь, конечно, возникает ряд вопросов. Должны ли мы учитывать интересы жителей? Должны ли мы учитывать, принимать во внимание, что жители намеренно покупали недвижимость на такой улице? Должны ли мы принимать во внимание тот факт, что они купили свою квартиру до того, как эта улица стала такой? Вот на все эти вопросы в развитых правопорядках отвечает корпус норм соседского права. Что это такое? Это законодательное ограничение, которое позволяет найти баланс. С одной стороны, не допуская чрезмерного ограничения ключевого права, права собственности, и не допуская невозможности ведения нормальной хозяйственной деятельности. А с другой стороны, ограждая соседей, собственников от чрезмерного воздействия. Компаративный анализ показывает, что эти нормы принимались в различное время, в начале промышленной революции, в ее разгаре, позже, когда уже было принято зонирование. Но вне зависимости от этого цель одна, что соседское право воспринимается как некая трасса с двухсторонним движением, как реализация принципа «живи и дай жить другим». Что мы видим в европейских правопорядках? Конечно же, с середины 20 века это усиление норм публичного права. Это споры по поводу того, если нарушается норма публичного права, можно ли говорить, что законодатель уже вшил туда баланс интересов, можно ли применять частно-правовые средства защиты. Это тенденция к отходу от запрещения деятельности. Мой жезл всевластия дал сбой. Это обсуждение, это переход от тенденции от запрещения деятельности к компенсацию вреда. Извините, волшебство. И, конечно же, нас больше интересует вопрос. Мне можно сказать, что ты тут недружественных стран только пришпандорил. Нет, неправда. Вот наши китайские друзья, они в кодексе 21 года, дай бог памяти, в книге 2, они выделяют корпус норм соседского права. Что же происходит у нас? В отсутствии корпуса норм соседского права наши суды, в общем-то, могут оперировать чем? Это общей обязанностью, зашитой в 209, что собственник должен осуществлять свои правомочия, не причиняя вреда третьим лицам. Это негаторный иск. И это наше деликтное право, это 59 глава со вшитыми туда детскими болезнями, которые мы до сих пор не можем разрешить. И анализ правоприменительной практики наш, он показывает что? Что в тех случаях, когда вред причиняется и при этом нарушается какая-то норма, у судов, в общем-то, не возникает никаких затруднений. Когда кладбище чуть ближе, чем находится дом, мы не рассуждаем о том, что, в общем-то, в христианстве это не очень радостное событие, что жизнь и так угрюмая. Суды просто констатируют, 2 метра не хватило, Но сложности начинаются в тех случаях, когда норма права не нарушена, но вред все равно причиняется. Здесь мы видим, что в каких-то случаях, конечно, некоторые суды идут через десятку, через злоупотребление правом. 2 прекрасных дела нам подарил Верховный суд, это дела пасечников. Дела, когда суд запретил пасечнику благое дело, потому что у соседа началась аллергия. В первом деле суд сослался исключительно на нарушение норм. При этом суд указал что согласие, это в духе 10.22, что согласие предыдущего собственника ничего не влияет. А вот дело 21 года, ноября 21 года, это, конечно, немного такое осознание чего? Что здесь не было никакого нарушения права. Но суд все равно сказал, смотрите, что даже формальное соблюдение норм
не говорит о том, что иск не должен быть удовлетворен. Ну вот с таким бэкграундом мы подошли к реформе. Ну, тут действительно, можно сказать, показываем, красивое. Что сделали разработчики? Что предлагается? Мы понимаем, что это не последняя редакция, что, видимо, рабочая группа Василия Владимировича соберется еще раз, дай бог, как сказать, если или лучше когда. И новый проект предполагает закрепление вот ряда этого корпуса норм соседского права. Предполагается показать, посвятить судам эту проблему. Я прекрасно понимаю, что в юриспруденции, в общем-то, нельзя делать две вещи. Первое – это бездумно имплементировать нормы иностранного порядка, а второе – это отодвигать обет. И поэтому я просто скажу так, в рамках сегодняшнего выступления, все ли удалось. Позволяет ли проект закрыть все те проблемы? Нет, не позволяет. Мы выходим на колоссальные проблемы в чем? Могу ли я заключить соглашение с собственником и отречься от части своих прав? Можем ли мы сказать, что сегодня, значит, мы гуляем в ресторане, а завтра мы претерпеваем, что в ресторане гуляет кто-то другой? Как это оформляется? Просто соглашением? Но мы с вами прекрасно понимаем, что в рамках действующего законодательства, куда это? Это обязательственное соглашение, которое нельзя будет противопоставить третьим лицам, но это все решается путем продажи тещи. Каких-то вечных конструкций мы, к сожалению, не можем предложить. Да, реформа предлагает так называемый отрицательный сервитут, и это возможно в сложившейся ситуации мы будем понимать, хотя бы они будут опубличены, что вы берете недвижимость вот с такими ограничениями. Ну вот на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо, Михаил Валерьевич. Вопросы? Коллеги, вопросы будут? Да, пожалуйста, вопрос к вам, Михаил Валерьевич. Аркадий Викторович, слушаем вас. Второй вопрос, вы говорите по поводу этого соглашения, очень важная вещь. А раз не будет все-таки вечного обременения? Если будет вечное обременение, какая разница? А вечное обременение в виде чего? Ну, я так понимаю, что я как собственник участка согласился с тем, что я терплю соседей. А и что это за вечное обременение? Нет, оно не вечное обременение. Вот если бы мы говорим о чем, что единственное, что сейчас мы сможем с вами заключить, это некое соглашение, что я прихожу к вам в гости в 9, вы ко мне в 10, а в остальные дни мы терпим там других гостей. Но это будет соглашение обязательное. Если говорить о вечных, ну что, сервитутом? Сервитут только отрицательный. А реформа предлагает. Реформа предлагает отрицательный сервитут, и это возможность для соседских прав вот таким вот образом как-то их подсвечивать. Да, дело за малым принять реформу. Вот. А по поводу Верховного суда, ведь первое решение, там суд действительно пошел вот чисто формально. Он сказал, знаете, забор двухметровый, забор там немного не подвинут, забор снести, а поэтому и пчел убрать. А второе решение, чем интересно, ведь там суд не нашел никаких. Наши суды как книгаторки. Они говорят, а покажите, что нарушено. Ну вот вы показываете, что нарушено. Там не было ни такого. И суд начал рассуждать о чем? Что на кону стоит здоровье соседа. И поэтому вот соотношение вот этих вот благ, и здесь суд, в общем-то, прогрессивно поступил. Он прямо ведь сказал, что никаких нарушений норм права не было. 1065-я норма прекрасная, но если уходить туда, суд ведь тоже об этом не указал. Вы помните эти дела с курильщиком, да, когда запрещали соседу курить? Ведь мы там имеем целую россыпь проблем с чем? С виной, с причинно-следственной связи. Ведь у нас это 59-й не развит. У нас в судах мы 59-ю главу видим в чем? В ДТП и в затоплении. Вот. Поэтому, наверное, это неправильно уходить в делитное право.
Потому что, ну, вина что? Осмотрительность. Какая осмотрительность? Он проявил всю осмотрительность, он не нарушил ничего. Говорить, что это строгая ответственность, ну, тоже это слишком сложно. Поэтому, конечно, оптимальным вариантом это будет проведение вот этой реформы, на которой центры трудятся и, в общем-то, будем надеяться, дотрудятся. Это Верховный суд принял. Верховный суд. Так, пожалуйста, Жаргал Тумунович. Нет, почему? В норме одна из норм, какая она у нас там, 293, по-моему, пытается, там в скобочках они называются соседские. Вот, например, если, допустим, дачное некоммерческое товарищество, они там ставят, писали ограничения, чего можно и нельзя. Вот такие вещи, какие ограничения можно назвать? Ну нет, конечно же, мы говорим, что это права, это теологическое толкование собственности. Что мы понимаем, что это вытекает вот из собственности. Еще раз, это хороший вопрос, насколько мы можем ограничивать договором вечные права. Ну, вот в том числе, насколько мы можем отрекаться от тех самых соседских прав. К сожалению, в настоящее время мы ничего такого предложить не можем. Спасибо, Михаил Валерьевич. Каждый доклад у нас на пленарном заседании как песня. Хочется слушать и слушать. Спасибо, уважаемые коллеги. Сейчас я с большим удовольствием предоставляю слово, я думаю, одному из известнейших специалистов в сфере охраны и защиты прав детей, Наталье Вячеславовне Кравчук, ведущему научному сотруднику отдела правоведения Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, кандидату юридических наук. Добрый день, коллеги. Слышно меня? Прошу прощения за мой голос. Я из Москвы, к вам дистанционно, никто, к сожалению, из моей семьи не согласился встать пораньше и немножко со мной поговорить, чтобы хоть я как-то разговорилась. Но со временем, я думаю, голос наберет силу, как это обычно бывает во время лекции. Во-первых, конечно, не могу не поздравить университет с очередным днем рождения. И это мероприятие, как всегда, доказывает, что по бесконечному разнообразию тем университет умудряется быть впереди большинства регионов Российской Федерации, делать мероприятия на таком высочайшем уровне, к которому всегда с большим удовольствием присоединяешься, будь то очно или заочно. Отдельное спасибо предыдущему оратору, Михаилу Валерьевичу, спасибо, что вы не стали рассказывать нам о гостеприимстве Бурятии, мы о нем знаем и страшно завидуем отсюда. Темы, повторюсь, такие разнообразные, мультидисциплинарные, новые, так интересно слушать ораторов. Чем мне нравится еще университет, помимо того, что высочайшего уровня наука, как-то атмосфера дает возможность говорить обо всем, вот не наукообразно и сложно, а живыми, хорошими словами выступления, которые очень вовлекают в эти проблемы, о которых говорят спикеры. А я же, как обычно, о старом. Сегодня я бы хотела привлечь ваше внимание к уже совсем не новой проблеме изъятия из семьи. В последнее время, вот уже 2 года как, она заиграла несколько новыми красками, и меня немножко беспокоит то, что происходит в этой сфере. Итак, изъятие ребенка из семьи. И, в общем, законодательство в этой области достаточно простое. У нас есть две процедуры защиты ребенка. 2 процедуры, связанные с изъятием его из семьи. Во-первых, это ограничение родительских прав,
статья 73 Семейного кодекса Российской Федерации. Эта процедура осуществляется судом. И вторая процедура – это административное изъятие ребенка из семьи в ситуации, которая опасна, когда была установлена опасность для его жизни и здоровья. И хотя эти процедуры принципиально разные, они, тем не менее, связаны. И на практике получается ситуация, что вот начало этого процесса, начало отобрания ребенка административно, когда ребенок в ситуации опасной для него изымается из семьи административно, затем все это плавно перетекает в судебные процессы и ограничения, а затем очень часто и лишение родительских прав. И все вместе это вот создает такой некий общий вот контекст, в котором мы все находимся. И эти вопросы, это без сомнения проблемные вопросы, потому что каждый год достаточно большое количество детей изымаются из семьи и устраиваются либо в какое-то семейное дальнейшее место жительства, либо под государственное попечение. Интересно, что теперь, уже какое-то время, эти вопросы тревожат не только ученых, которые занимаются этими темами, и практиков, которые непосредственно участвуют в защите ребенка, но и политиков. И здесь вот как-то прям на волне поправок в Конституцию, которые были 2 года назад, они прям встрепенулись, и было предложено несколько законопроектов, о которых 2 слова нужно сказать будет в определенный момент. Но сейчас сначала мне бы хотелось напомнить о том, что, собственно, это были поправки в Конституцию Российской Федерации, которые касались непосредственно вот семейно-правовых вопросов. Конституция была реформирована достаточно серьезно. Из всего того, что было туда внесено или изменено, нас интересует, как правило, ученых семейного права интересуют две поправки. И первая фигурирует в общественном дискурсе, в научном дискурсе постоянно. Речь идет о 114 статье Конституции, которая гласит теперь, что правительство обеспечивает поддержку, укреплению и защиту семьи, а также сохранение семейных ценностей. И мы их как-то традиционно, по привычке называем традиционными семейными ценностями, что может быть, в общем, не стопроцентная правда. Вот эта часть фигурирует постоянно. Но есть еще одна очень важная поправка, которая по какой-то причине остается все время за бортом. Речь идет о статье 67 прим. Конституции, которая теперь, наконец-то, закрепила, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Вот эта часть почему-то как-то ускользает от внимания тех, кто занимается семейным правом. Практика применения законодательства об изъятии ребенка критикуется достаточно серьезно. Причем основания для критики 2, в общем, по большому счету можно выделить, и они абсолютно противоположны. С одной стороны, органы опеки и попечительства упрекаются в том, что они чрезвычайно поспешно, необоснованно отбирают ребенка и слишком широко толкуют основания ограничения и лишения родительских прав. И здесь тогда говорят вот об этом очень спорном концепте ювенальной юстиции. С другой стороны, органы опеки и попечительства критикуются за то, что они ничего не делают в ситуации, когда нужно спасать ребенка. И это, в общем, открытая информация, она есть на всех официальных источниках. Каждый год сотни детей в Российской Федерации страдают физически, попадают в больницу, а иногда умирают от того, что делают с ними их родители. И казалось бы, ну, о чем говорят, собственно, представители органов опеки? Они говорят о том, что их деятельность затруднена тем, что у них нет исчерпывающих каких-то критерий, инструкций относительно того, как они должны определять вообще, ребенок находится в опасной ситуации,
или еще забирать не нужно. Они понимают, что вот этим актом административного изъятия они, по сути, запускают всю эту процедуру, которая закончится в результате тем, что этот ребенок будет лишен родителей совсем. Его родители будут лишены родительских прав. Вот в этой ситуации, когда критика достаточно совершенно справедлива и обширна, и, в общем, можно понять, в чем проблема, можно было бы рассчитывать на то, что предлагаемые законопроекты будут адресовать именно эти сложности. Однако, на что же они были направлены? После корректировки Конституции было предложено, внесено на рассмотрение два законопроекта. Один условно мы можем назвать проектом Крашенинникова, другой законопроектом Мизулиной, там еще было несколько авторов. Они были направлены на... в них есть определенные различия, они адресуют отдельные разные аспекты этой проблемы, но в целом их объединяет то, что они значительно сужают полномочия государственных органов по защите ребенка, по вмешательству в семью. В одном случае ограничивают, а в другом случае, вот законопроект Мизулин, практически полностью уничтожают этот институт, говоря о том, что вмешательство в семью невозможно, поскольку это подрывает авторитет родительской власти. Да, вот таким образом. При этом ссылаются они как раз на Конституцию, обосновывают необходимость таких мер именно Конституции и именно статьей о защите семейных ценностей. Противопоставляя таким образом, получается, что противопоставляется защита ребенка и защита семьи, как государственного образования. Ну вот и насколько возникает вопрос, насколько такой подход вообще соответствует цели. А цель этих законопроектов, анонсированная цель, на данный момент должна оговориться, конечно же, на данный момент эти законопроекты, они были очень критикованы, была большая достаточно общественная дискуссия, судорожная, потому что дискуссия началась уже тогда, не в процессе разработки этих законопроектов, а когда они уже были внесены фактически в Госдуму. Они были сняты с рассмотрения, но не потому, что авторы проектов как-то пересмотрели свою точку зрения, а для того, чтобы их несколько доработать, видимо, слить их в один. В целом авторы проектов оговариваются, что основная идея останется такой же, какой она была изначально, то есть практически полный запрет участия государства в жизни семьи. Целью вот всего этого было обозначено обеспечение семейного воспитания детей. Вот насколько же предложенные меры будут обеспечивать эту цель? Осмелюсь сказать, что нет. Потому что если дети будут погибать в семьях, а такое случается достаточно часто, и, к сожалению, домашнее насилие далеко не всегда выступает. Домашнее насилие, я имею в виду, как бы обоснованное определенными доказательствами того или иного характера. К сожалению, оно далеко не всегда является основанием для органов опеки для изъятия ребенка. Более того, суды, рассматривающие эти вопросы, в том числе в рамках семейно-правовых споров традиционных, развод, алименты, определение места жительства и порядка общения ребенка, очень часто отказывают в принятии информации о домашнем насилии, не принимают его во внимание и принимают в том случае, когда уже есть уголовное дело, а еще лучше, когда есть приговор. Но такое случается достаточно редко. Мы знаем, что нежелание соответствующих органов возбуждать дела о домашнем насилии – это, в общем, системная проблема. Более того, анекдотично, совершенно парадоксально, но наличие ребенка у агрессора
является основанием для смягчения его наказания, иногда даже освобождения от наказания. Вот как у нас почему-то это работает. И вот во всем этом контексте, если мы запретим государству защищать ребенка, а право ребенка на жизнь, на выживание, извините за этот термин в 21 веке, это не только его право, это один из основополагающих принципов Конвенции по правам ребенка, самого глобального документа в мире, самого глобального инструмента международного права. Его ратифицировали все страны, существующие на этом планете, кроме одной, кроме Соединенных Штатов Америки. Вот каким образом это монтируется с обеспечением права ребенка на семейную жизнь, мне кажется, что это, наоборот, классический пример того, что ребенка выплескивают вместе с водой. Да? Если не будет детей, некому будет обеспечивать это семейное воспитание. Вопрос, можно ли одновременно защищать семью, ее право принимать какие-то там решения по внутрисемейным вопросам без вмешательства государства и при этом защищать ребенка, его жизнь и здоровье? Безусловно, есть. И это подтверждается опытом различных европейских, но и не только европейских стран, потому что международные органы, такие как Комитет по правам ребенка, они систематизируют, анализируют практику по всему миру, из разных регионов, стран, принадлежащих к разным правовым системам. И из их анализа можно сделать вывод, что, в принципе, можно наладить некий баланс между этими двумя интересами, интересами семьи на воспитание ребенка определенными способами и интересы ребенка, которые должны иметь приоритет, исходя из норм международного права, если предусмотреть возможность возвращения ребенка в семью. Да? То есть, с одной стороны, каким-то образом нужно сделать так, чтобы органы опеки и попечительства не боялись изымать ребенка, когда есть на это четкие основания, чтобы это не считалось ошибкой и впоследствии не использовалось против них в том случае, если они действуют в соответствии с законодательством, и законодательство толкуется в соответствии с международными нормами. С другой стороны, и для этого у нас, в принципе, уже вот эта половина у нас практически есть в России. Здесь не так уж много нужно сделать. Конечно, необходимо определенное повышение квалификации, возможно. Светлана Владимировна в одной из своих статей писала, что 77-я статья – это, в принципе, статья, требующая толкования при ее применении, то есть орган опеки и попечительства, специалист, который занимается изъятием ребенка, размышляет о изъятии ребенка, он должен понимать, каким образом ее следует толковать. Но, в принципе, это уж не такая большая проблема. Вот со второй частью возникают проблемы. Я имею в виду механизм возвращения ребенка обратно в семью. Он совершенно в России законодательно не прописан, при том, что у нас складывается уже практика некоторая в отсутствии нормативной базы, практика какого-то возвращения ребенка обратно в семью. Я не предлагаю, естественно, возвращать сразу бездумно их обратно. Но если были исследованы должным образом обстоятельства и было выяснено, что семья функциональна для ребенка, или были приняты какие-то решения, была проведена работа по восстановлению функциональности семьи, да, чтобы ребенок мог жить и развиваться должным образом в этой семье, возвращать ребенка нужно. И если мы придумаем, как это сделать, если мы проведем реформу законодательства, она, конечно, будет необходима, поскольку сейчас ничего практически про это в российском семейном законодательстве нет, тогда мы сможем наладить систему, когда и ребенок будет жив и здоров, хотя он и временно какое-то ограниченное, желательно очень короткое время проведет вне семьи, но и у него будет соблюдено его право на семейное воспитание, потому что он будет в большинстве случаев, даже в Норвегии, на которой все время цитируют противники ювенальной юстиции, я абсолютно соглашусь с тем, что это наиболее проблемная страна
в плане незаконного изъятия ребенка и отказа возвращения. Об этом свидетельствует и практика Европейского суда, самые скандальные жуткие дела в этой области именно против Норвегии. Тем не менее, мы сможем создать систему, когда будут защищены и права семьи, и права ребенка. Но для этого, конечно, требуются достаточно значительные законодательные меры, с одной стороны, и меры государства, направленные на просвещение тех сотрудников, тех органов, которые принимают участие в защите прав ребенка. Вот на этом короткое мое выступление закончено. Я понимаю, что с говорящей головой сложнее, чем с живыми спикерами в зале заседания, поэтому не могу злоупотреблять вашим вниманием, но с большим удовольствием выслушаю ваши вопросы, если они будут. Спасибо. Большое спасибо, Наталья Вячеславовна, за то, что вы согласились так любезно принять участие в пленарном заседании, несмотря на то, что в Москве сейчас раннее утро. И мы благодарны вам за тесное сотрудничество с нами. И приезжайте к нам почаще. Были в декабре, но теперь можно посмотреть еще и летний Байкал. Ну а приступая уже к научной составляющей, также я хотела бы поблагодарить вас за интерес к моим научным трудам и задать такой вопрос. Вначале я хотела бы сказать, что действительно полностью я с вами согласна, и вот была темой моего исследования как раз-таки этот вопрос о том, что очень часто предъявляют претензии, обвиняют органы опеки и попечительства в незаконном, так скажем, да, недостаточно обоснованном изъятии детей из семьи. И вот это неправильное толкование статьи 77, где говорится о непосредственной угрозе ребенку, что специалисты некоторые, видимо, недостаточно вникают в этот момент, и поэтому необходимо, конечно, их, наверное, обучать и прямо вот концентрировать их внимание, объяснять им, что такое непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка. Но возвращаясь также вот к законопроектам депутатов Мизулиной и господина Крашенинникова, хотелось бы мне задать вам такой вопрос. Но, видимо, все-таки мы придем, наверное, да, к судебному контролю, присутствию, так скажем, да, судебных органов в этом моменте отобрания ребенка. Как вы относитесь к такому предложению, что, может быть, вот если органы опеки и попечительства доставить право, так скажем, немедленно, да, забирать ребенка из семьи, но при этом, может быть, вести судебный контроль, чтобы каждое вот это изъятие, отобрание ребенка в судебном порядке проверялось. То есть органы опеки и попечительства должны представить документы в суд для того, чтобы суд проверил обоснованность. И тут уже родители также могли бы представить свои доказательства, свою защиту. Вы, как обычно, абсолютно правы. Да, и здесь я хочу, собственно, сослаться на два очень интересных, прям без названия имен, очень коротко, на два интересных позиции Европейского суда. Первая заключается, мне кажется, она очень-очень актуальна. Европейский суд сформулировал ее таким образом. Если есть подозрение в том, что ребенку грозит опасность, его, не опасность, что ему новую игрушку не купят, да, или там отключат телевизор, а реальная опасность жизни и здоровью, изъятие необходимо даже в том случае, если впоследствии оказалось, что этот риск не оправдался. Вот эта вторая часть очень важна. И в своих решениях против Российской Федерации, в том числе европейское дело Агеевых, одно из моих любимых, например, Европейский суд говорил о том, что в этой области нету нарушений. Постоянно говорит, нету. Если вы изъяли, вы видите ребенок, пострадавший с синяками, с испуганными глазами, забитый где-то там в углу сидит, изымайте. Но, совершенно вы правы, тут же должен начинаться процесс контроля с презумпцией общего. Должна быть презумпция того, что ребенок возвращается в семью. То есть не возвращение его в семью должно быть скорее исключением. Семья должна быть изучена, история того, что происходит, должна быть изучена, разработан контекст мер, на каких условиях, что нужно сделать с этой семьей, на каких условиях ребенок может туда вернуться.
конечно, ключевой орган здесь является это суд. Да? Это самый ключевой орган с точки зрения любых международных органов, с точки зрения, наверное, любых систем права. Суд – это тот самый ключевой центральный орган, который призван применять ту же самую мою любимую концепцию наилучших интересов ребенка к конкретной ситуации и оценивать то, что делают органы опеки и попечительства. Вот господин Якушев, судья Владимирского, если я помню, областного суда, кандидат юридических наук, ученый, который очень много по этому поводу говорит, у него есть очень хорошая фраза по отношению к его коллегам-судьям. Он говорит: нельзя слепо доверять заключениям органов опеки и попечительства. Да, нужно постоянно задумываться о том, примеривать вот эти концепции наилучших интересов ребенка к тому, что было сделано, и к тому, что должно быть еще сделано. И если мы наладим эту систему, то я думаю, что у нас будет в этом вполне себе гармония. И мы наконец-то сможем учитывать не только положение о защите ценностей, семейных ценностей, но и как раз то самое почти забытое уже, как ни странно, положение о том, что дети являются важнейшим, повторюсь, приоритетом государственной политики России. Это совершенно правильно, это такое основополагающее положение. Спасибо. Большое спасибо. Наша с вами дискуссия может длиться еще очень долго. Спасибо большое. Коллеги, еще будут вопросы? Ага. Вопросы Татьяны Анатольевны Чмелевой. Да, спасибо, здрасте, вижу вас. Вижу, но не слышу. Можно ли микрофон? Если, простите, да, плохо слышу. Сейчас на трибуну станет Татьяна Анатольевна. Так слышно? Да, отлично. Ну, не видно. Нет, видно. Видно, вижу. У меня два вопроса. Причем эти вопросы, они сформировались на базе бесед со школьными учителями старшего поколения, которые уже неоднократно сталкивались с ситуациями изъятия детей из семей. Первый вопрос. Часть школьных педагогов, они убеждены, что детей следует изымать только в тех случаях, когда есть угроза жизни и здоровью. То есть если угроза идет нравственному развитию, то школьные учителя считают, что скорее нет необходимости изымать ребенка из семьи, потому что какие бы родители ни были, даже если они самые законченные алкоголики, но с ними ребенку будет лучше, чем в реабилитационных центрах и детских домах. Мне бы хотелось услышать ваше мнение. И второй вопрос. Учителя отмечают, что часто происходит так, что изымают детей из одних и тех же семей. То есть родили ребенка, не воспитывают, избивают этого ребенка, ребенка изымают. Родители об этом быстро забывают, рожают нового, ситуация повторяется. Потом третьего, четвертого, пятого, ну и так до... Ну, не до бесконечности, да, но до бесконечности, ограниченной физиологическими возможностями. И учителя отмечают, что ответственности для таких родителей законодателем не предусмотрено вообще никакой. Как вы считаете, можно ли устанавливать здесь какую-либо ответственность? Ну, вот самые ярые, да, они предлагают здесь вести принудительные работы. Но я повторяю, да, что я озвучиваю не свое мнение, я озвучиваю мнение педагогов. Спасибо. Спасибо за вопросы, очень интересно. Начну логично с первого. Конечно же, изымать ребенка из семьи можно только по... Это крайне узкий, да, узкий перечень оснований, о чем, собственно, Светлана Владимировна и говорила, да, в своей статье. Он не подлежит расширительному толкованию. Да. Не алкоголизм родителей сам по себе, да, или не наркомания родителей сама по себе, а именно положение, состояние ребенка в этой семье, угроза его жизни и здоровью. Но здоровье может быть психическое, да, здоровье может быть эмоциональное. И здесь мы видим такое традиционное, наверное, российское, ну, понимаете, это исторически, в общем, вполне себе обосновано, понимание того, что мы спасаем, мы делаем так, что ребенок выжил. То есть ребенок должен быть, что значит, какие интересы у ребенка у нас обычно, о чем мы говорим? Интересы ребенка – это чтобы он был жив, здоров, накормлен, одет по погоде. То есть какие-то вот такие характеристики.
И здесь Ольга Александровна Хазова, до недавнего прошлого, горжусь знакомством с ней, она была экспертом и даже заместителем председателя комитета ООН по правам ребенка, она говорит, что здесь путаница между принципом вот как бы, да, спасения жизни ребенка и с принципом его благосостояния, таким социальным принципом. Их путать нельзя. Ребенок должен быть не только жив, здоров и сыт, он должен быть еще счастлив. Тогда он сможет развиваться, тогда у него будет потенциал внутренний развиваться. Несчастного ребенка очень сложно чему-то научить. Мы все, у кого есть детей, знают, что к 11 часам вечера уже вообще ничего не соображаешь, хотят спать, и несчастны во многом, да, от того, что их чего-то заставляют делать. То есть ребенок должен быть, конечно же, психологически тоже здоров. И это нужно оценивать. Органы опеки попечительства попадают в сложную ситуацию, потому что, как правило, этому не учат, у них нет каких-то критериев. Я не сторонник таких исчерпывающих переченей и критериев. Они должны понимать, что такое конвенция по правам ребенка, какие принципы, что такое наилучшие интересы ребенка, как их толковать. И, опять-таки, если они их изымут, это не будет трагической ошибкой, если они будут это понимать. Если они будут понимать, что своим вот этим действием они не запускают всю эту систему, которая закончится лишением навсегда ребенка родительских прав, они будут чувствовать себя лучше. Что касается второго вашего вопроса, то, знаете, международная практика очень разная. И в международной практике... Ну вот есть, например, африканская история, может быть, даже вы слышали про нее, про то, как девушку выдали в относительно молодом возрасте замуж, и она за свою, в общем, материнскую карьеру родила на минуточку 44 детей. Да, сложно себе представить. И ничего, и никакие государства никакие совершенно нормы к ней не применяют. Ну и особо не помогает, с другой стороны. В Европе немножко по-другому. И в Европе вот в такой вот ситуации, я помню, было дело, когда предписали операцию по стерилизации женщине. Вот такой-то совершенно другой, кардинально другой подход к этому делу. И я не уверена в его правильности. А вот в том, что государство находится в сложной ситуации, потому что оно должно каким-то образом спасать и обеспечивать этих детей, а с другой стороны, как правило, да, можно применить определенные штрафные санкции, я совершенно согласна с тем, что это нужно делать, и должны родители, не ухаживающие за своими детьми, нести там алиментные обязательства, даже в ситуации, когда они лишены родительских прав. Но что можно взять с таких родителей? Как правило, ничего. А у нас сейчас очень большой уровень безработицы, кажется, он будет выше. Поэтому ответа у меня, к сожалению, на этот второй вопрос, как с этим бороться, нет. Но если мы будем смотреть, тут вот в чем может быть проблема. Почему оставляют, почему они находятся в такой ситуации? У нас было дело, перед моим лицом проходило дело из Ульяновска, где папу хотели лишать родительских прав, потому что у него были проблемы какие-то с детьми, и он не шел на контакт с органами опеки и попечительства. Когда в плане, у них там прекрасный закон о бесплатной юридической помощи, когда адвокаты стали с этим разбираться и копаться, и общаться с этим папой, выяснилось, что этот папа сантехник, мама умерла, и он хотел лучшего детям и засунул их в престижную такую блатную школу, которая была на районе. Он мог туда его дом относился к этой школе, он засунул туда детей, а детям было плохо, их там травили, они были бедными детьми сантехника на уровне там каким-то полуолигархатом этого города, им было очень плохо, они стали прогуливать школу. Администрация школы с большим удовольствием этим воспользовалась, чтобы начать их отчислять. А родитель стал ругать детей, не въезжая, да, в то, какие, или не желая просто учитывать их психологические проблемы как серьезные. А с органами опеки он отказывался говорить, потому что уже несколько раз говорил, ничего не изменилось. А надо-то было всего, и что было впоследствии сделано, помочь ему обратиться, буквально за руку приведя, обратиться во все те места, где он может обратиться за дотациями, обратиться за пособиями, за отсрочкой выплаты задолженности по коммунальным услугам.
И ситуация начала как-то налаживаться. Старший сын, к сожалению, уже там был большой конфликт, он жил у бабушки, но с младшим сыном удалось восстановить им отношения, и не было необходимости уже в лишении или ограничениях родительских прав. Нужно разбираться. К сожалению, наши органы опеки нагружены достаточно серьезно, и суды точно так же нагружены достаточно серьезно, и они иногда идут по самому простому пути, не вдаваясь вглубь конкретного дела. Простите, я опять очень долго говорю. Спасибо вам большое за вопросы, они были действительно интересны. Большое спасибо за развернутый ответ. Нам очень приятно. Спасибо. Спасибо большое. Я дальше с вами и надеюсь принять участие. Хорошо. Спасибо. Нашу работу. Слово предоставляется Юлии Анатольевне Дмитриевой, заместителю начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском арбитражном процессе прокуратуры Республики Бурятия, советнику юстиции. Добрый день, участники конференции, уважаемые коллеги-юристы и будущие юристы. Рада приветствовать вас от лица прокуратуры Республики Бурятия. Разрешите представить вашему вниманию небольшой доклад на основе практики органов прокуратуры по защите социальных прав граждан в судебном порядке. Безусловно, вопросы социальной защиты очень обширны, поэтому я остановлюсь лишь на отдельных примерах актуальных судебных споров 2021-2022 годов. Следует отметить, что эффективная реализация прокурорами полномочий по защите социальных прав граждан, она зачастую невозможна без обращения в суд и отстаивания своей правовой позиции в различных судебных инстанциях. Так, прокурор Советского района города Улан-Удэ обратился с исковым заявлением в интересах пенсионерки к Центру по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в Республике Бурятия и просил назначить ей пенсию с даты возникновения права с 5 июля 2020 года, возложить обязанность на пенсионный орган произвести выплату пенсии с даты возникновения права. Исковое заявление было мотивировано тем, что по результатам проведенной проверки установлено нарушение пенсионных прав заявителя, которая проработала 23 года в Муйской центральной районной больнице в должности врача скорой медицинской помощи. За период проживания в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, родила 4 детей, в связи с чем имела право на досрочное назначение страховой пенсии по старости по достижении 50-летнего возраста. Однако же при обращении в пенсионный орган в 2019 году в целях предварительной работы по назначению пенсии и сбора документов она фактически была введена в заблуждение относительно даты возникновения права на пенсию. Орган, основной функцией которого является предоставление государственной услуги по назначению и выплате пенсий, не обеспечил надлежащее информирование и консультирование заявителя. В результате пенсия была ей назначена с опозданием в несколько месяцев, но недополученные денежные средства являются для нее существенными. Решением районного суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, изначально исковые требования были оставлены без удовлетворения. Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что факт нарушения прав заявителя действиями со стороны пенсионного органа не установлен, а истец с письменным заявлением о назначении пенсии до 5 июля 2020 года не обращалась. А учитывая, что назначение пенсии носит в силу федерального закона о страховых пенсиях заявительный характер, то оснований к назначению пенсии, так как просит прокурор, с 5 июля 2020 года не имеется. Вместе с тем определением 8-го кассационного суда общей юрисдикции по представлению прокуратуре республики судебные акты отменены, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение. При этом суд кассационной инстанции, проанализировав положение о пенсионном фонде Российской Федерации, указал на неверное применение норм материального права при разрешении исковых требований и отметил следующее. Обязанности по реализации социальной политики Российской Федерации в области государственного пенсионного обеспечения возложены на ПФР, в рамках исполнения которых последние и его региональные органы, в числе прочего, должны обеспечивать разъяснительную работу среди населения по вопросам, относящимся к его компетенции. А следовательно, при обращении гражданина в территориальный орган ПФР по вопросам пенсионного обеспечения гражданин имеет право на получение от пенсионного органа информации о его правах
в том числе о возможности получения мер социальной поддержки, защиты, возникающих в связи с жизненным событием, по поводу которого он обратился в пенсионный орган. И этому праву корреспондирует обязанность пенсионного органа предоставить гражданину указанную информацию. Таким образом, пенсионный орган при обращении гражданина о назначении пенсии должен разъяснить последнему его права, связанные с пенсионным обеспечением, и необходимость подачи заявления в пенсионный орган для назначения пенсии в целях своевременной реализации права на нее. А в случае же невыполнения указанной обязанности, приведшей к несвоевременному обращению лица, имеющего право на пенсию с заявлением о ее назначении, данное лицо имеет право на выплату недополученных сумм пенсии за прошлое время без ограничения каким-либо сроком. В ходе же рассмотрения данного дела ответчик не представил данных о том, что при обращении заявителя он выполнил обязанность по надлежащему информированию заявителя о праве на пенсию, для реализации которого следует обратиться с соответствующим заявлением. При новом рассмотрении дела судом апелляционной инстанции исковые требования были удовлетворены, в настоящее время судебное решение исполнено, а пенсионерке начислены и выплачены денежные средства в размере 86 тысяч рублей. Также достаточно широко распространена практика обращения прокуроров в суд в защиту жилищных прав лиц из числа детей-сирот. В качестве примера интересного судебного спора из данной тематики можно привести следующее. Так, апелляционным определением Верховного суда Республики Бурятия по представлению прокурора было отменено решение суда первой инстанции об отказе в иске и принято новое решение об удовлетворении исковых требований прокурора Иволгинского района в интересах несовершеннолетней сироты 2011 года рождения. Признаны незаконными действия Министерства строительства Республики Бурятия по признанию жилого помещения, предоставленного семье несовершеннолетней, пригодным для постоянного проживания. А на Министерство имущественных и земельных отношений Республики возложена обязанность предоставить несовершеннолетней взамен ранее предоставленного непригодного для проживания жилья иное благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, отвечающее требованиям действующего законодательства, санитарным и техническим нормам. Исковые требования были мотивированы тем, что мать несовершеннолетней сама относилась к категории детей-сирот. И ранее она получила новое благоустроенное жилое помещение в 2015 году по договору найма специализированного жилья. Однако в октябре 2019 года она умерла, в связи с чем квартира была исключена из специализированного жилищного фонда, и между Республиканским ресурсным центром «Семья», действующим от имени Республики Бурятия, и несовершеннолетней в лице назначенного опекуна, был заключен договор уже социального найма. Однако это жилое помещение изначально с момента постройки было непригодным для проживания ввиду конструктивных недостатков, допущенных при его строительстве. Частью 4 статьи 109 прим. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что в таком случае, когда происходит смерть лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилье по договору найма специализированного жилого помещения, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан, во-первых, принять решение об исключении такого жилого помещения из специализированного жилищного фонда, и, во-вторых, заключить уже с членами семьи умершего, то есть с детьми либо супругом, договор социального найма в отношении данного жилья в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации. Удовлетворяя исковые требования, основанные на данной норме права, суд проанализировал положение о Минимуществе Республики Бурятия и пришел к выводу, что право истца на жилое помещение должно быть восстановлено именно Минимуществом Республики Бурятия, поскольку в силу прямого указания закона, части 4 статьи 109 прим. 1 Жилищного кодекса, договор социального найма в такой ситуации заключается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление государственным жилищным фондом. Не согласившись с принятым решением, Минимущество обжаловало его в кассационном порядке, указывая, что не является надлежащим ответчиком по делу, не имеет полномочий на заключение договоров социального найма, а такая обязанность должна быть возложена на Министерство социальной защиты населения. Но с определением 8-го кассационного суда общей юрисдикции кассационная жалоба ответчика была отклонена,
судебные акты вступили в силу. Определенную вот сложность именно в данном деле представляло отсутствие четкого порядка, установленного законодательством субъекта Российской Федерации, то есть Республики Бурятия, к которому отсылает часть 4 статьи 109 прим. 1 Жилищного кодекса по заключению договора социального найма в такой ситуации. Но вместе с тем вот такой пробел в правовом регулировании на нашем местном региональном уровне, он не может быть основанием для отказа в защите прав гражданина в судебном порядке. Также следует отметить, что нередко в органы прокуратуры поступает обращение граждан по вопросам здравоохранения. Например, после вмешательства прокурора Октябрьского района города Улан-Удэ в судебном порядке были восстановлены права заявительницы, страдающей сахарным диабетом в тяжелой форме. Решением Октябрьского районного суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, на Министерство здравоохранения Республики Бурятия возложена обязанность организовать бесплатное ежемесячное обеспечение заявителя расходными материалами к инсулиновой помпе, инфузионным набором, резервуарами, сенсорами. Учитывая риск неблагоприятных последствий для здоровья в случае прерывания лечения и диагностики, решение суда было обращено к немедленному исполнению на основании положений статьи 212 Гражданского процессуального кодекса. В обосновании исковых требований было указано следующее. Сахарный диабет относится к числу социально значимых заболеваний, что подтверждено постановлением правительства Российской Федерации номер 715 от 1 декабря 2004 года. В 2019 году женщине по жизненным показаниям ввиду неэффективности стандартного лечения шприц-ручками была оказана высокотехнологичная медицинская помощь в виде установки инсулиновой помпы с непрерывным мониторингом уровня глюкозы в крови. Но для использования указанной помпы необходимо на постоянной основе расходные материалы, инфузионные наборы, резервуары и сенсоры, что ответчикам не оспаривалось. Однако же обращения больной в поликлинику по месту жительства Министерства здравоохранения были оставлены без удовлетворения со ссылкой на отсутствие инвалидности по данному заболеванию. В течение нескольких лет она вынуждена была приобретать дорогостоящие материалы за свой счет. Вместе с тем, если гражданину по решению врачебной комиссии по жизненным показаниям бесплатно установлена инсулиновая помпа, то обеспечение расходными материалами к ней также должно осуществляться бесплатно за счет бюджетных средств. В противном случае гражданин фактически лишается права на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с федеральным законом об основах охраны здоровья граждан. В данном случае суд поддержал позицию прокурора, и таким образом последствием судебной защиты жизненно важные права гражданина были восстановлены в судебном порядке. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Благодарю БГУ за предоставленную возможность участия в такой высокой конференции. Большое спасибо, Юлия Анатольевна, за интереснейший доклад. Всей прокуратуре Республики Бурятия большое спасибо за сотрудничество. Всегда мы тесно взаимодействуем, и много наших выпускников также работает в органах прокуратуры Республики Бурятия. Кроме этого, мы поздравляем вас с личным праздником. Сегодня, Юлия Анатольевна, день рождения. Несмотря на это, нам Спасибо большое. Спасибо. Дальнейших успехов в вашей работе. Итак, у нас 36 минут, и у нас регламент работы до 12:50. Борис Станиславович, предоставляем слово для выступления в таком ограниченном, так скажем, временном промежутке. Добрый день, уважаемые коллеги. На правах хозяев предоставили последним слово. Я все устали, долго вас не задержу, постараюсь максимально. Когда сказали, что нужно выступить, во-первых, привет от коллег-международников, коллегам-цивилистам. Точки соприкосновения, точки непонимания мы с вами еще обсудим, видимо, на Байкале. Когда сказали, нужно выступать, я вдруг подумал, а вот то, что, с чего начиналось все, мои статьи, доклады, это в начале 2000-х годов, это применение судами норм международного права, сейчас я добавил межгосударственных правовых позиций межгосударственных органов в гражданском судопроизводстве, мне показалось, цивилистам это будет интересно. Чего сейчас?
На днях приехали с Европейского азиатского правового конгресса, там международники поставили так вопрос: как преподавать международное право сейчас между Сциллой и Харибдой? Двоеточие. Честно говоря, не услышал я. Сбегал, кстати, к цивилистам. Бронислав Мячеславович не выступил, хотя был заявлен, он дал дорогу молодым, как всегда. Вот, но послушал Лидию Юрьевну Михееву, руководительницу Михаила Валерьевича нашего, Российской школы частного права онлайн. Очень интересный был доклад. Тема по заявленной теме. Там в конце было двоеточие, если посмотрите доклад, написано было просто итоги. Меня коллеги с юрфака БГУ говорят: в смысле итоги? Звучит как-то... Я говорю, ну давайте, итоги 20 лет, да, вот итоги 20 лет, чем занимался и я, и большое спасибо, передаю привет, вчера разговаривал, Управление систематизации законодательства Верховного суда, вы знаете, отдел международного права, который с 2013 года занимается обобщением практики межгосударственных органов наднациональных по вопросам прав человека в том числе, и по вопросам гражданского права в том числе. Богдан Леонидович Зимненко, все вы его хорошо знаете, он большой привет передавал конференции, большой друг нашего юридического факультета, и сказал: не вешайте нос гардемарины, все будет хорошо. Немножко в историю вопроса. Вопрос начался вот не с 96-го года, не с 98-го года. Вопрос начался, далеко сильно ухожу, конечно, но буквально чертками, 17-18 века. Как профессор Толстый говорит о том, что вопрос об общественном договоре, когда крестьян рядовых Европы начали притеснять так называемые частные войны, и когда меня начали обижать какие-то не только суверенные, я тогда сказал: я отдаюсь суверену, да, я ему делегирую власть надо мной, но он должен меня защитить в конце концов. И вопрос о общественном договоре сейчас, безусловно, стоит в корне развития кризиса международного права и в корне вопроса о существовании права на сегодняшний день. Доверяем ли мы сузерену, монарху, государю и государству свои права и несем мы ли обязанности. Ну, некоторые меня международники поправляют, они говорят: да подожди, Платону еще когда сказали: бежишь из тюрьмы, он сказал: нет, я договорился с императором, я играю по их правилам, но они не дадут мне в тюрьме умереть. Понимаете, да? Вот. Ну, а наша новейшая история, безусловно, это присоединение к Европейской конвенции. И мы и в Верховном суде Республики Бурятия, и вот, как выяснилось, я всегда хвалю отдел международного права, Управление систематизации законодательства, занимались этим вопросом. Сейчас позиция какая? Передаю то, за что купил. Верховный суд и на учебах, вы знаете, учебы продолжаются, судей, плановые семинарские занятия, они сейчас происходят в онлайн. Зимненко там говорит следующим образом: да, мы не исполняем решение Европейского суда по правам человека. Ничего страшного. Ну, на данный момент. Во-первых, речь шла, мы же не только в Европе живем, мы живем в системе Организации Объединенных Наций. И там в его обобщениях были Комитет против пыток, Комитет по правам человека, Комитет защиты женщин, если вы читали, да, Комитет по мигрантам и прочее, прочее. Ничего страшного. Во-вторых, из Европейской конвенции мы не ушли, это раз. Не надо ссылаться на конкретные правовые позиции прецедента Европейского суда по правам человека. Но, ребят, ну вот я немножко продолжаю. Вчера я его говорю: как смотришь, если я так скажу? Он говорит: замечательно. Но у судей из головы ты никуда не выкинешь 4 квадратных метра. Вы поняли, про что я говорю, да? Ну, в местах лишения свободы. 4 квадратных метра из головы уже никуда не выкинешь. У судей из головы не выкинешь транспортировка женщин в бетонном стакане, конвоирование и металлическом стакане. Они же приходят к нам, вот Юлия Анатольевна не даст соврать, они ссылаются, наши сидельцы-то, на правовую позицию, конкретные решения Европейского суда по правам человека. И мы все помним, что у нас есть такой вот стакан
пресловутый, бетонный, в котором, чтобы ее отделить от мужчин в общем конвойном вагоне, она едет, а она женщина, как она пишет, крупная, она там не повернуться, не вздохнуть в этом стакане. Я когда первый раз услышал, я не поверил своим глазам, что, оказывается, у нас есть такое. Мы, вот, простите меня, никогда уже у судей, который этим вопросом занимался, из головы не выкинешь приватность отправления естественных надобностей. Вы же простите, что я затронул этот вопрос. Но это вопрос центральный для развития любого человеческого организма и человека вообще. Мы были, юрфаковцы, не даст соврать, преподавателями и студентами в Дахау. Вместо дети спросили, чем будем в воскресенье свободное заниматься, давайте поедем в парк развлечений. Я предложил поехать в парк развлечений. Дахау. Ну, мы же педагоги, детям надо это показывать. Кстати, он пустой, там нет посетителей, кроме школьников, немцев, старшеклассников. Один класс ходил. Так вот, рядом газовые камеры, а рядом туалет. Вот такой, немецкий. Ну, для 30-х, 40-х годов просто сравните даже с нашими, с некоторыми современными. Ну, вру. В 2002 году был принят административный регламент МВД Российской Федерации, который привел наши туалеты, извините за выражение, в такой порядок. История ведер ушла в лету. По Республике Бурятия все ИВСы, деревенские, районные, они приведены в чувство. Ну, здорово же. Мне кажется, замечательно. Ну, пусть будет. Административный регламент МВД принят после тех решений, которые приняты. Я уж не говорю про наручники в судах, про решетки в судебных заседаниях. Они у нас в голове, правда? Никуда не денешь. Нет, я про гражданское сейчас судопроизводство говорю. Стойкая эмоциональная связь с ребенком. Это же никуда уже не выкинешь. А Бурятия знает это как лучше кто. Наш Назаренко сходил в Европейский суд по правам человека. Наш адвокат, он, правда, к сожалению, потом ушел из жизни. Европейский суд сказал, да, ты не биологический отец, но ты косички ей завязывал, ты в школу ее водил, а выяснилось, что ты не биологический отец. Вот сейчас в судебных разбирательствах. И все теперь эту фразу летучую. Стойкая эмоциональная связь с ребенком. Стойкая экономическая связь с жилищем по делам о лишении жилищных прав. Куда это денешь? Никуда не денешь. Ну и в заключение хочу сказать, а что делать-то сейчас-то? Ну, партия и правительство сказало повернуться на восток, коли Запад от нас отвернулся. Вот не дадут мне коллеги соврать, и москвичи, и петербуржцы, и екатеринбуржцы, 20 лет твержу, приезжая из Бурятии туда, и говорю, ребята, давайте повернемся на восток. Нет, у нас финны, у нас немцы, у нас кто угодно на том же Европейско-Азиатском правовом конгрессе в Екатеринбурге, хотя Екатеринбург находится в Азии, если кто помнит, да, 15 километров до него. Так вот, я призываю сейчас повернуться на восток, больше изучать Восток. Они с нами хотят дружить. Китайцы, правда, не очень понимают, чего это мы прогнулись под Европу, мы такие самодостаточные и такие великие. Китайцы меня не слышат, я могу сказать, когда будете приезжать на китайские эти, пожалуйста, выступайте на китайском языке. Претензии будут выступать, говорить, а я к ним в Россию приезжаю, я выступаю на русском языке. Почему он ко мне в Китай не приезжает, не говорит на китайском языке? Что вы на это ответите? Вот. Большой интерес Монголы. Азиатская ассоциация международного права задумалась о создании азиатского суда по правам человека. На что я там в репликах выступая сказал, ребят, по-моему, у вас гораздо сложнее путь, нежели у европейцев к этому вопросу. У вас столько противоречий. У вас нету Мопассана единого, там, Гёте, Гейна и так далее. Вот в том направлении можно работать. И, коллеги, я призываю от лица юридического факультета. Все, что касается к Востока, обращайтесь. Мы будем этим плотно заниматься. Спасибо. Да, я думаю, у нас большое поле, так скажем, для научной деятельности в сфере сравнительного правоведения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, чем и занимается наш юридический факультет. Уже многие-многие годы у нас существует такой центр. И Эльвира Львовна
И Борис Станиславович недавно вот присутствовал в Екатеринбурге, да, на огромном форуме, где было достигнуто соглашение о том, что будем сотрудничать, да, с Уральским государственным университетом в этой сфере. Так, Борис Станиславович, будут вопросы? Нет вопросов, да? Так, мы четко по регламенту работаем. Сейчас 12:48. Сейчас будет общее фотографирование